Жемістен де бұл құғығынама республика язык уяв, Симхарта келет, Шубашкар Хулин, Сабражуле, Асмирамба Премышкут, Пиликшаравы жол сидет, Шанна майда, и бір күштарны бір чыпталафи парлар, шавенде Чуваш нации Оспулых Паюнер Академия, и бір Галапыр, Мұқтанаттырда, Қалығын Озе, Чуне, Чивизи Бұлта, işler. Bir hujra balak, aslı şu gizem, yapazır, tutlarında kuşbat dizeydim, gideşi gidemeş, başkana kadar kabranası dizeyde gelince. Pribur kaldı, tabron. Tabronike, Бежратович, Бештинтяни, Астрозавет, член Петровиня. Ну, там Вадимович конструктор, Накал Вадимович, Владимир Карфич. Если как-то ребра такие, Григорий Алексеевич, халах медицины, историк, мастер. Курнадилов, Алексей. Хайкалаши Ванча. Хай, вот Шартекет Кайла Галаши. Сидеть не стернде. Мальчик Маргарет. То был он мистериал. Кыщен, где бы на вас выбор, Дмитрий Егорович Егоров. Музей-зень Ашиде. И когда день года Титмарга вайн телефон. Надасты борбен. Вот огром birikle tolgarak yapacağım. Надасты бор. Вот ben Веленин Директив парамашин. Что же он кажет паренне? Вон гайла. Шлетка. Бенгалашин. Тавраблю. Ищи темene его сина форма положать. Тори селе хряк коратто. Халшин. Хамыр тванжыржын сүйінде. Запада тебе доры, хай бюрен өмірсің бараган доры. Бұл құрма қауғаландар тебе. Баян берін, пайығына, ебір билік шоғайлы, білдерінше, өндекне үйде ешкін болына, білдерінше бір табыра блюже бойны десе. День исследователя родного края. Сейчас мы написали, сейчас уява самолазер. Тогда сейчас комитет мультра, я наверное вот тут всем баланса барабы. Вот. Калибара. Bir bunda ben türlü burada söyledim hepsiyle birlikte büyüdüğüm numaya bulaştı. Конференции, везде Тацабарабар, Хайп, Ибир Бужапар, Дюрек, Шубашкар, Ола история Галасма, Шамнамай, это Смах Парашин, Шубашкар Ола администрации, культура, Ердюлеген, тогда туризм Адалану, Ердюлеген, Ушлыхня, Людмила Владимировна Маркова. Спасибо большое за приглашение и возможность приветствовать лица администрации города Чебоксара. Действительно, подобные конференции, подобные мероприятия, которые объединяют и глубоко уважаемых профессоров, и историков, и краеведов, и тех людей, кто живет на территории города, и не только на территории города, но и на севере нашей прекрасной Чувашии. Такие мероприятия очень важны. И не только важны в год юбилея и к определенным каким-то историческим датам. Они важны всегда и нужны всегда. Потому что если мы не будем знать историю, не знать тех людей, кто основали, либо внесли огромный вклад в развитие
любой территории, то, наверное, мы не будем иметь будущего, потому что необходимо знать, ценить и уважать и свою историю, и своих предков, и, конечно же, дети, подрастающее поколение тоже это должны понимать и знать основные эпохи, основные события. К сожалению, так случилось, что мы, вот, готовя, например, презентационные материалы к юбилею столицы, разрабатывали стенды, разрабатываем видеофильм презентационный, который будет транслироваться как раз вот на классных часах, на внеклассных уроках, на открытых площадках, на мероприятиях, на встречах с трудовыми коллективами. Столкнулись с тем, что мы не знаем, какую, например, версию о том, откуда же все-таки произошло название города Чебоксары, считать правильной, и какую версию необходимо использовать на стенде, для того, чтобы эти стенды размещались в наших учебных учреждениях, и дети в любое время, в течение перемены или все, кто приходит в данное учебное заведение, могли просто подойти и познакомиться с краткой историей города Чебоксары. Потому что историки, одни говорят, надо придерживаться данного направления, другие считают, что необходимо, наоборот, другую версию и считать правильной и верной. И вот сегодня, глядя на то, на те темы выступлений данной конференции, появляется огромный интерес поучаствовать, послушать. И, наверное, такие конференции должны быть открытыми для школьников и для студентов, чтобы как можно больше людей могли эти темы знать, участвовать, обсуждать и, конечно же, запоминать. Что для нас важно? Для нас важно, от лица администрации обращаюсь, для нас важно, чтобы каждый житель города проникся в историю, вспомнил своих предков, вспомнил, как его семья здесь образовалась, или как сюда она переехала, или, может быть, нашли более глубокие корни, и, может, действительно исторически чебоксарская династия здесь у нас трудится. Мы должны знать историю тех памятников и тех объектов и культуры, и археологии, которые находятся на территории города. Об этом все должны знать от мала до велика. А зачастую получается так, что в суете обыденной жизни вот эта главная нить теряется. Иногда случается так, что приезжая мимо прекрасных наших зданий, которые остались нам в наследство, не каждый и вспомнит, и узнает, что это, откуда это пошло, кто его основал, кто открыл. Поэтому, наверное, вот подобные мероприятия, они дают определенный толчок, стимул, заставляют задуматься, вспомнить, остановиться, подумать о главном, о важном. Я благодарю вас за то, что вы действительно уделяете данной теме большое внимание. И надеюсь, что сегодня, выслушав все темы выступления, мы уже более детально сможем подойти как раз к разработке всех наших агитационных материалов, наглядных пособий, ну и познакомить жителей города уже с историей города Чебоксары, с более такой вот широкой информацией. И будем, конечно, очень признательны, если вы примете участие в наших школьных мероприятиях, где как раз можно будет все наше подрастающее поколение с историей создания и развития нашего прекрасного города, столицы Чувашской Республики. Еще раз благодарю вас за внимание и большое спасибо за приглашение. Организации Шалды Земля Кайранды Шак конференции Висинче Калашибар, Бернда Каламаш Барбарабу, Алегивара конференция Кадаления, конференция Ецедума, Ебе Пожаров, Идар, Шанаров, Чуваш Маршалов университете
профессорня, истории пословицы докторня, Таймасов Леонид Александрович Чага. Позаботься. Она изепле дошли, где давала ответла ишкуши, Евгений Всатович, ну и ладно, память испели. Только что были. Конференция Чинахтанге Пирень Чувашской республики история Индии, Ула история Индии, иде Павла Шул, всяк, шул, юбилей шул, Пилик Сирал Жул Ула, Шидешу, Пирень республика Ширжул, Ширжул Булгарет. Сейчас была Индия, всяк мероприятие Пиди Вырыглы, Пиди Кирли. Вот. Ну, дальше я, наверное, по-русски буду говорить. Действительно, вот, как отметила Людмила Владимировна, это очень важное событие, историческое событие. Конечно, 550 лет это немало, но для нашего города, по тем источникам, которые мы располагаем, конечно, мы считаем это мало. Вот сегодня мы как раз пообсуждаем некоторые вопросы, и они касаются оснований города. Кстати говоря, наши очень серьезные ученые неоднократно ставили этот вопрос пересмотра даты основания города. Конечно, первое упоминание в летописи это хорошо, но в летописи, если мы это помним, там просто говорится, что ночевали на Чебоксарах, да, на Чебоксаре. Поэтому ночевали это не означает, что город они строили. Конечно, археологические исследования показывают, что уже в середине 13 века здесь появилось поселение. И даже на картах, средневековых картах, там, итальянских авторов, в частности, вот такой есть храм Аура, где, значит, отмечается на месте города Чебоксаре город Беда-Суар. Вот. Поэтому, конечно, здесь поселение было, это несомненно. У нас есть целое исследование, которое называется «Средневековые Чебоксары». В свое время очень активно этим занимался наш уважаемый профессор Василий Филиппович Каховский. Мы еще студентами тоже участвовали в раскопках и находили именно вот эти археологические находки, подтверждали достаточно раннее возникновение поселения на месте нашего города. У нас, кстати, вот когда Казань собирался отмечать тысячелетие, к нам приезжал известный специалист по исторической географии Егоров Владимир Леонидович. Он из Института истории Академии наук, Российской Академии наук. И вот он, в частности, говорил, что да, Чебоксары это старинный город, и когда мы поставили такой вопрос достаточно так, как вы считаете, вот кто старше, Казань или Чебоксары? Вот специалист сказал, что Чебоксары старше все-таки. Но это вот специалисты, которые, и Мединский, кстати, который недавно был, вы знаете, тоже эту мысль высказал. Поэтому здесь еще вопросы остаются. Я думаю, что научная общественность республики будет дальше исследовать эту проблему, и археологи, и специалисты в других областях. Я думаю, мы рано или поздно придем к более такому решению, скажем, вот этой проблемы основания города Чебоксары. Ну ладно, у нас сегодня вопросы разные. То есть мы назвали Шубашкар Чебоксары в истории народа и отечества. Здесь у нас представлено 7 докладов. Я думаю, это и немного, и не мало. То есть вполне достаточно, чтобы, значит, как бы внимательно слушать, про себя анализировать и можем пообсуждать. Потому что время, как мне сказал председатель, значит, у нас до часа, то есть время есть.
Поэтому, если будут, значит, наверное, мы регламент такой сделаем, тем не менее, то есть в конференции всегда есть свой порядок, есть утвержденная, скажем, программа, мы постараемся придерживаться. Докладчикам мы просим укладываться 15 минут. Это вот такой регламент будет. А если будут возникать вопросы, там еще время у нас будет на дискуссии. Тем более у нас, насколько я понял, есть желающие еще высказываться, выступать. Вот, дополнительно. Поэтому, я думаю, вот такой у нас будет порядок работы. Итак, чтобы долго не задерживать, на вступлении, что ли, мы логику, значит, программы сделали следующим образом. Сначала мы поставили такие именно теоретические вопросы, проблемы, касающихся, значит, многих спорных, скажем так, вопросов в истории нашего города. Ну а в последующем, более близкие к нам эпохи, это будет логика здесь простая и, скажем так, тематическая и хронологическая, так скажем. Поэтому я прошу Льва Архиповича начать нашу работу. И вот этот первый докладчик, он сам назовет тему своего выступления. Это доктор исторических наук, я просто Лев Архиповича представлю. Конечно, мы все его хорошо знаем, но тем не менее, кто-то может не знать. Доктор исторических наук, профессор Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Başlayalım. Bayan Чанчан Уял, Вадим Рашиеве, краевед Циньгунев. Добрый день, уважаемые друзья, участники конференции. Тема моего доклада заявлена. Дискуссионные вопросы истории города Чебоксары, основания имею в виду. Позвольте изложить свои соображения. Ну и в конце я бы хотел свою концепцию по этой дате высказать. Откуда есть прошла Чебоксарская земля? На подобный вопрос ответил еще в XII веке монах Нестор. Еще в XII веке. Ну, мы отвечаем через 900, почти 1000 лет, откуда же пошла Чебоксарская земля. Вот уже 150 лет ведутся дискуссии, полемика вокруг основания города Чебоксары, а в ходе юбилейных торжеств споры только усиливаются. В своем выступлении я постараюсь показать дискуссионность проблемы, дата основания города Чебоксары в оригинальной историографии, проследить основные этапы изучения проблемы по данным письменных, летописных, картографических, археологических, вещественных, мифологических, топонимических и других источников и дать на современном историографическом этапе авторскую концепцию. Отмечу, что в советско-российской историографии вошло в прочную практику отсчитывать время возникновения населенного пункта от первого летописного упоминания населенного пункта. Где братьев Москов, такого первого упоминания в Москве в русской летописи о Москве. В русской летописи. Именно с этими словами суздальский князь Юрий Долгорукий посылал звать к себе на пир своего друга и союзника Святослава Северского в конце марта 1147 года. Эта дата и считается датой основания создания Москвы. Москва стала городом после строительства деревянной крепости в 1156 году. Это нет сомнений в том, что последнее поселение на этом месте существовало задолго до упомянутой даты. Так, при строительстве храма Христа Спасителя, кстати, инициатором строительства храма Христа Спасителя является наш земляк, генерал Петр Андреевич Кикин из Алатыря. Так вот, значит, при ходе строительных работ в XIX веке на глубине 5 метров был обнаружен клад арабских монет IX века.
две из которых датировались 862 годом, 866 годом. На основании этих монет археолог Векслер предлагал удревнить столицу, но инициатива не была поддержана ученым сообществом города Москвы. Подобная картина повторилась у нас и с Казанью. Казанские археологи на территории Казанского Кремля летом 1997 года обнаружили остатки болгарского населения начала XI века. Нашли две монеты – чешский динарий, и это стало поводом для празднования тысячелетия города Казани. Хочется верить в порядочность наших коллег, казанских историков, археологов, что они действительно нашли. Ну вот эта находка древних артефактов и стала поводом для переноса даты. Переноса даты с 1370 года на 1005 год. И каким размахом отмечали этот праздник на международном уровне, наверное, все помните. Это было при нас. То есть в одночасье город Казань стала старше Москвы на 142 года. Власти республики добились подписания указа президента Ельцина о праздновании тысячелетия. Дата основания многих городов России и мира также определяется по времени появления первого поселения на месте города, установлено археологическими исследованиями. Так, Нижний Новгород основан в 1921, в 1372 году был построен город Курмыш, я называю соседей наших. Другим городом, имевшим отношение к истории Чувашии, был Свияжск. Еще в феврале 1550 года Иван IV, возвращаясь с Казанского похода, в устье Свияги выбрал место под новый город Свияжск. Урбаним Чебоксары впервые зафиксирован в русских летописях в 1469 году, а этноним Чувашии впервые встречается в русских летописях лишь в 1521 году. Историк Василий Ильич Дмитров утверждал, что формирование чувашской народности относится к более раннему времени, и что под черемисами, черемисскими татарами, горными черемисами русских западноевропейских источников следует понимать не только марийцев, но и в ряде случаев чувашей. Но напомню, что самые ранние упоминания, я уже говорил, о Чебоксарах находим в русских летописях. Она относится к маю 1469 года и связана с походом русского войска под предводительством Ивана Дмитриевича Руна на Казань. В летописи сказано: и того же дня, отплывшего от Новгорода 60 верст, ночевали, наутре обедали на Разнежии и ночевали на Чебоксарии. А вот Чебоксары шли день весь, до ночи всю, ту шли и приедоши под Казань на ранней зоре мая 25-го в неделю 50-ю. Видные российские, советские историки Василий Николаевич Татищев, Николай Николаевич Карамзин, Арцебышев, наш земляк, историк, Тихомиров, Рыбаков, Зимин, Василий Дмитриевич Дмитриев и другие изучали историю Чувашского края, в том числе и о Чебоксарах. Татищев Василий Николаевич во многих местах своего капитального труда подчеркивает, что потомками Волжской Волги являются чуваши. Многие отмечают, что официальное основание города Чебоксар русскими властями состоялось летом 1555 года, когда Иван IV Грозный специальной своей грамотой предложил только что назначенному первому архиепископу Казанскому и Свияжскому Гурию, отправлявшимся в Казань, как указано, на Рязани також, якоже на Коломне, а в прочих градях, во всех помолебнях ходите, около града со кресты, и божественной литургии служите, везде в соборной церкви, даже и новому месту Чебоксар, и даже благоволит Бог граду быть на Чебоксарю. Ну и известно, что Гурий подарил городу Владимирскую икону Богоматери, где была надпись:
принеся сии святая икона в сей град Чебоксары в лето 7063 года, то есть 1555 года. Историк Василий Ильич Дмитриев утверждал, что в начале Чебоксары управляли большой территорией, населенной ястрашными чувашами и горными марийцами, со строительством городов Козмодемьянска, 1573 год, Цивильска, 1589 год, Ядрина, 1590 год. Значительная часть земель Чебоксарского уезда отходит вновь созданным уездом перечисленных городов. Итак, возвращаясь к названию моего доклада, к цели, задачам, отмечу, что, изучив историю города Чебоксары, я для себя отметил, ну и для региональной историографии, 4 историографических этапа, 4 историографических периода. Первый я обозначил 1860-1920 год, то есть на границах этапах стоят знаковые для города Чебоксар события, ну 20-й год автономии создания. Второй этап 1920-1965 год, третий этап 1969, конец 20 века, вот в начале 21 века начинается 4-й историографический этап изучения истории города Чебоксары. Хочу вкратце охарактеризовать, раскрыть вот эти историографические этапы. На первом историографическом этапе сведения о Чебоксарах находим в справочном издании, подготовленном МВД России по приказу министра в 1861 году. И в справочном издании «Городские поселения Российской империи», где читаем: время построения города неизвестно, но о Чебоксарах упоминается в 1371 году. Современно путешествие Дмитрия Ивановича в Орду к Мамаю. В другом справочном издании, в энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона, сообщается: Чебоксары – уездный город в Казанской губернии, на правом берегу 188 верстах от Казани, живописной котловине, образуемой ручьями Чебоксарской Кабулкой. Время основания неизвестно, тоже указывает, впервые упоминает Чебоксары 1371 годом. При описании путешествия великого князя Дмитрия Ивановича в Орду к Мамаю. В 1957 году при Иване IV построена крепость, заселена стрельцами. В 1708 году приписана Казанской губернии, а в 1781 году город сделан уездным городом. В книге «Приволжские города и селения Казанской губернии» с картой реки Волги и рисунками издания Казанского губернского статскомитета сообщается: значит, Чебоксар – уездный город. Название города объясняют различно. Они производят его от двух слов – чебака и сары, что означает по-татарски «желтая шапка». Другие рассказывают, что на территории нынешнего города находились деревня, в которой жил чувашин Шабаксар. Пользующийся всеобщим уважением за свою доброту, от ее имени стало называться и само селение. По взгляду же автора, корневого чувашско-русского Золотницкого, название города произошло от чувашского слова «шабашкар», что буквально значит «катка». Второй, да, значит, еще были, значит, справочные сведения в российской энциклопедии, в советской большой энциклопедии так сообщается. По археологическим данным, в конце 12-13 веков на месте Чебоксар существовало поселение Булгарии Волжско-Камской. По преданию, во второй половине 13 века переселенцы из города Сувар основали там Веда-Сувар, ставший важным пунктом на Волжском пути под контролем Золотой Орды. В русских источниках впервые упоминается под названием Чебоксары при описании событий русско-казанской войны 1467-1469 года. То есть то летописное известие, по которому мы как раз и празднуем юбилей. На втором историографическом этапе, он начинается с образования Чувашской автономной области в 1920 году,
интерес к истории древности города усилился. Еще больше после открытия в 1921 году Чувашского центрального музея и общества изучения местного края при этом музее. В музей поступали в дар или за определенную какую-то плату разные чебоксарские находки, в том числе предметы археологического характера. Так, в 1926 году Михаил Петрович Петров-Тинехпи, который является отцом нашего краеведения, основателем, преподнес музею золоторудинскую монету XIV века. Тинехпи, найденную, как написано, на улице города Чебоксара напротив аптеки. В том же году, по неподтвержденным данным, в городе в 1920-х годах был найден клад из 46 серебряных джучитских монет. Я недавно по этому вопросу, по находке, по передаче, значит, сертификата в музей Тинехпи встречался с чувашским археологом Евгением Петровичем Михайловым. Он мне подтвердил следующее, что в инвентарной книге Национального музея Чувашской Республики действительно зарегистрирована золотоордынская монета XIV века, что является важным источником для пересмотра даты основания Чебоксара. Он сам, говорит, лично листал вот это описи музея, но сейчас вопрос стоит найти вот эту монету. Где? Может, куда-то передано в Питер, в Москву? Надо найти. Что касается названия города, я не буду вдаваться в подробности. У нас специалист, доктор филологических наук Николай Иванович Егоров сидит, он расскажет более детально, не буду рассказывать. Но отмечу, что на территории Чебоксар еще в 20-30-е годы работали археологи из центра, как некоторые говорят, московские варяги, в кавычках. В частности, Ефименко, Третьяков в 29 году вдоль речки Чебоксарской обнаружили в Чебоксарах значительный болгарский слой с большим количеством болгарской керамики, украшений, металлических изделий и определили, что здесь имелось болгарское поселение. Булгарское, болгарское, только мы не путаем с Дунайской Булгарией. По мнению Дмитрова, городского типа поселения на месте Чебоксар возникло в конце XIII века, период монголо-татарского ига. До 1950-х годов даты основания Чебоксара официально считали 1555 год, хотя и писали его первым летописным упоминанием Чебоксар в 1371 году. Явно ошибочно, как писал мой учитель Василий Дмитриевич Дмитров. Бурное развитие краеведения в 20-30-е годы, они отразились и на историографии города Чебоксары. В 1907 году Михаил Петрович Петров-Тинехпи опубликовал небольшую работу по истории города на чувашском языке, в которой рассматривал историю города под углом зрения чувашской истории. В 1930 году по поручению Наркомпроса Чувашская ССР в Чебоксарах работала специализированная экспедиция НИИ «Археология и естествознания» Российской ассоциации научных институтов общественных наук под руководством искусствоведа Некрасова. В 1935 году Архипов уверял, что, цитирую, в летописи о Чебоксарах впервые упоминается в 1473 году. Но эту дату он историческим источником не подтверждает. В 30-е же годы по чебоксароведению занимался архивист Ермолаев. В 1940-х, 50-х годах на страницах республиканской печати он опубликовал ряд статей о городе Чебоксары. Кстати, многие газеты у нас в книжной палате, в архиве печати сохранились. Я оттуда заснял где-то порядка около 60 статей о Чебоксарах, начиная с 30-х годов. И в данном выступлении использую их. 25 декабря 1948 года в газете «Красная Чувашия» опубликована статья «Когда же основан город Чебоксары?»
директора Чувашского научно-исследовательского института литературы и истории Григорьева. А в 1948 году Чувашское книжное издательство выпустило справочник «Чувашская АСР. Административно-территориальное деление». По основанию города Чебоксары составители почему-то относили к 1556 году. Ученый опровергает эти публикации в дате основания, указав, что историческая хронология должна быть точной, подобный разнобой в установлении дат основания города Чебоксары следует ликвидировать. Чебоксары, как населенный пункт, только не город, встречается в летописных документах 1371 года, он утверждает. Будущий историк Василий Дмитриевич Дмитриев еще в студенческие годы написал статью «Очерк революционной истории города Чебоксары», которая была опубликована в рукописном студенческом журнале «Историк». Рукописный журнал у нас в педуниверситете, он студент написал. А в начале 1948 года он выступил с докладом на эту же тему на исторической секции Всероссийской конференции студентов педагогических вузов города в Москве. А в 1952 году опубликовал статью о новых материалах по истории города в журнале «Ялам. Старые Чебоксары». А в 1959 году Чувашская республиканская организация общества знания в Чебоксарах и Чебоксарская городская организация ВОПИК выпустили собранные Дмитриевым материалы в виде брошюры «Традиционное прошлое города Чебоксары». В последующие годы Василий Дмитриевич упорно продолжал исследования по этой теме, а в 1965 году он выяснил, что первое упоминание о Чебоксарах относится к 1469 году, а не к 1371 году. Доказал, что при подготовке издания книги «Городское население» чиновники МВД допустили ошибку. Он подробно рассказывает об этом в статье на странице газеты «Советская Чувашия» за 31 января 1969 года. Таким образом, исследование Василия Дмитриевича Дмитриева по истории Чебоксары, по широте охвата и источниковедческого материала, но и также по объективности изложения, по научной смелости при освещении дискуссионных проблем вошли в золотой фонд региональной историографии. Научная деятельность ученого продолжалась и на втором, на третьем, четвертом, пятом историографических этапах. В 1957 году вышла книга Каховского о памяти культуры республики. А 28 июня 1955 года, я чуть-чуть тут хронологию нарушаю, в лекционном зале библиотеки Чебоксарского горкома КПСС и ЧНИИ совместно с Чувашским пединститутом провели научную сессию, посвященную 400-летию города Чебоксары. В 1955 году отмечалось 400-летие города Чебоксары. Докладчик указал, что выступил докладом директор института. Ну, при каждом директоре, каждый директор свою лепту, скажем, в историю города вписал. Григорьев, например, 400 лет отмечал, а последующий директор, наш учитель Василий Дмитриевич, 500 лет города Чебоксары. В 1962 году Василий Дмитриевич опубликовал подборку архивных документов по истории Чебоксар 17-18 веков, а в 1965 году статью о начале истории города Чебоксары. В 1969 году опубликовал брошюру о дореволюционном прошлом города, приуроченную в честь 500-летия города Чебоксары. В 1963 году известный чувашский журналист Студеницкий, работавший в то время над книгой о Чебоксарах, просматривая тома полного собрания русских летописей, заметил, что сообщение летописи о Чебоксарах под 1469 годом и текст якобы летописного упоминания 1371 года, приведенный книгой «Приволжские города», совпадают. Обратился он к специалисту, медиевисту, историку Дмитриеву Василию Ильичу
который выяснил, что ни в одном томе полного собрания сочинений упоминания о Чебоксарах под 1371 годом не имеется. И в марте 1969 года Чебоксарский горком КПСС получил справку Института истории СССР Академии наук о том, что в Чебоксарах русские полки были 19 мая 1469 года. Это и будет дата первого упоминания Чебоксар в источниках. Таким образом, на данном историографическом этапе, на основе этой справки, Чебоксарский горком и исполком Чебоксарского горсовета отметили вот этот праздник 500-летия города Чебоксары. Дальше, на третьем историографическом этапе изучения истории города, опять весомое слово внес Василий Дмитриевич Дмитриев. Я имею в виду по дате основания города Чебоксары, эта дата оставалась незыблемой. Хотя в душе историк, так сказать, российского масштаба, советского масштаба чувствовал, значит, у него оставались сомнения по поводу удревнения города. И эти чувства особо у него, так сказать, просыпались, скажем так, в своих монографических исследованиях уже в начале 21 года. В газете «Советский Чуваш» от 18 января 1969 года появилась статья Дмитриева «Ошибка исправлена через 104 года». Ну, дальше несколько слов об археологическом изучении города Чебоксары. В 1969 году, в 1973 годах в зоне затопления, скажем так, водохранилища, строящийся Чебоксарский лес, были проведены археологические раскопки под руководством Краснова и Каховского. Ну, участвовал также наш учитель Иосиф Семенович Вайнер. Раскопки позволили получить богатый вещевой материал, 120 тысяч единиц находок. И большая часть этих находок сегодня хранятся в музее Василия Филипповича Каховского на историческом факультете Чувашского государственного педагогического университета. Там стенд Чебоксары в 13 веке, 13-14 века. Ну и эти выводы Краснова-Каховского были подкреплены, скажем так, обоснованы в их монографии, которая вышла в 1978 году в Москве в издательстве «Наука» под названием «Средневековые Чебоксары». Ну и к тому же Каховский Василий Филиппович 21 апреля 1973 года пишет на странице «Чуваш»: «Сколько лет городу? На первый взгляд вопрос этот может показаться странным. Совсем недавно, в 1969 году, трудящиеся Чебоксары торжественно отметили 500-летие города. Материалы археологических раскопок подтверждают, что в низовьях речки Чебоксарские существовал город задолго его упоминания в русской летописи более 600 лет». Вот такое заключение дает известный наш чувашский археолог. Известный советский археолог-историк Егоров, крупный специалист по истории городов Золотой Орды, опираясь на монографию Краснова-Каховского, приходит к такому выводу: Чебоксарское городище находится на месте современного города Чебоксары. Древнее название неизвестно. В XIV веке этот населенный пункт был чувашским городом. Вот такое заключение дает Егоров. Руководство ЧГИГН обратилось заместитель директора по научной работе Государственного исторического музея России, доктор исторических наук Егорову, видному археологу, около 20 лет исследовавшему болгарские золотоордынские города 13-14 веков. И вот, изучив вещевой материал, публикации всех экспедиций, проведенных в городе, Егоров приходит к выводу, что находки городского типа относятся со второй половины 13 века и продолжаются до 14 века. В том же 2005 году ученые Института гуманитарного института пришли к выводу: верной датой становления Чебоксары городом может быть 1237 год. Все археологические, письменные, картографические, устные источники основательно свидетельствуют, что 37 год, 1200, дата
превращение поселения болгарской торговой фактории с возможным административным пунктом в город. Но дискуссии этот период продолжались на этом историографическом этапе. Ученый, журналист Арсений Васильевич Изоркин в газете «Хабар» за 24 мая 1997 критически пишет: «Мень Уявлакпа, что празднуем?» И отмечал он, что в 2000 году Шубашкару исполняется 800 лет, что, возможно, он моложе Казани на 35-30 лет, но все же Шубашкар нельзя вычеркнуть из нашей истории, основанном в 1200 году. Василий Дмитриевич Дмитров, критикуя по этому поводу, писал: «Вероятно, Изоркин верит в вымысл автора казанского летописца об основании Казани в 1177 году. Но ведь Казань основана только в 1370 году», пишет Василий Дмитриевич. Ему оппонировал Нестеров, считавший, что столица Чувашии возникла в 1024 году. Вот ранее мне в историографии, в статьях не удавалось найти. Вот Нестеров указывает 1224 год. 1024 год. И он так пишет: «Населенный пункт был простым центром средневекового судостроения, обслуживающего Великий Волжский пункт». Дмитрий, в свою очередь, конечно же, Нестеров критиковал. На 4-м историографическом этапе опять одним из инициаторов идеи о новом пересмотре даты основания был Василий Дмитриевич Дмитров, который дал интервью газете «Республика» Валерию Железнову. Я цитирую: «В 1969 году было решено считать годом основания Чебоксары. В то же время чувашские ученые не располагали результатами археологических раскопок профессора Каховского. Не были известны картографические, географические карты». Я чуть дальше об этом скажу. 14-15 веков. Теперь же убедительно доказано, что город Чебоксары существует с конца 13 века. История не требует правды. История как требует правды, справедливости и уважения. Исходя из этого, официально следует признать датой основания столицы 1295 год. Так утверждал Василий Дмитриевич Дмитров. Ну, дата основания Волжской Болгарии, государства наших предков, вы знаете, 895 год, ну, как-то, чтобы привязать к этой дате, он предлагал отметить, значит, вот эту дату. Ну, археолог Борис Васильевич Каховский, мы вместе работали в университете в одно время, вели раскопки совместные, он так писал на странице «Совет Чувашии»: «Очень скоро все чебоксарцы в одночасье станут долгожителями. Дело в том, что дата возникновения города очень серьезно сдвинется вглубь веков с 1469 года к 1237 году. Ученые-археологи предоставили неоспоримые свидетельства древности поселения, на месте которого находится наш город. Но путь к этому событию был очень долг», писал археолог. «Чтобы найти самые верные доказательства возраста города, вещественные источники, то есть найденные вещи, значит, с раскоп под руководством Краснова, Каховска-старшего, ну и в 78-м, 79-м, 80-м годах Каховский-старший вел раскопки с сыном, с Борисом. И надо отметить, объектом изучения археологов стал город, именно город Чебоксары, точнее, старая часть города. Это улица Чернышевская, улица Бондарева, Розы, Люксембург. И раскопки показали, что толщина культурного слоя Чебоксар достигает 6 метров. В 30 пластах земли, я уже говорил, выбрано 82 тысячи находок. Именно 12 до 19 веков. И слои 30-х годов 13 века, середины 14 века относятся к булгарско-чувашскому городу Ведас-Сувар. Затем Шубашкар, Чебоксар, Марийский, Чуксар, пишет Борис Каховский. И еще 26 ноября 1999 года было обращение
ученых-гуманитариев мэру города Чебоксар Егумнову. Так сколько же лет Чебоксарам опубликовано в республике за счет февраля 2000 года? Подписали 14 видных ученых Чувашии, ну, в том числе тут у нас Аксакал, профессор Тихон Сергеевич тоже подписал, наверное, помнит, он скажет. С просьбой рассмотреть вопрос. Ну и у нас тут Симуль тоже участвовал. Значит, рассмотреть вопрос и содействовать официальному признанию факта основания города Чебоксары в 1300 году. Ахвандеров в статье «Неожиданный возраст. Главный открытый чувашский историк» ждет признания уже 40 лет, пишет в МК Чебоксарах, 22 марта 2005 года. Чебоксары продолжали праздновать неправильную дату рождения, создавать парки в честь круглой даты, в кавычках, приглашать гостей на юбилей, в кавычках. Не дождавшись поддержки на родине, ученые пригласили варяга из Москвы. Ну, как всегда у нас ведь мы ждем на Москву указания, какое указание даст. Так мы сами не можем. Все у нас под рукой. Мы сами изучаем все это. Конечно, определять дату надо, не надо ждать варягов оттуда. То есть, московский ученый, заместитель Московского исторического музея Владимир Егоров, я уже говорил, он сделал такой лаконичный вывод. Послушаем. Чебоксары возникли короткий отрезок времени сразу после монгольского нашествия в середине 13 века. А в качестве конкретной даты можно считать 1255 год. Из Москвы ученый подтверждает 1255 год. И дальше пишет Ахвандеров. Владимир Егоров отмечал, что летописные сведения не могут быть основанием для уточнения даты основания городов, находившихся вне русских территорий. Вне русских территорий. А Чебоксары, естественно, находились вне русских территорий. Часто летописи они попадали случайно, в основном в связи с покорением, то есть колонизацией русских на восток. Ну, дальше он пишет. Эксперт вроде заказ выполнил. Это, конечно же, не означает, что точка дискуссии поставлена. А такой наука, как история, спор может продолжаться бесконечно. Переписала же Казань свою метрику на основе археологических данных. И сейчас собирается отметить свое тысячелетие, писал он. Ну, по оценке экономистов, на юбилей столицы Татарстана, ну, круглые, так сказать, сумма, потрачено 65 миллиардов рублей. Думаете? А на наш праздник, вот тут представитель его расскажет, кроши, только там менее полмиллиарда. Мы получим на два этих праздника. Ну, потом я с вами... Да, юбилей столицы Чувашской республики средства ни федеральные, ни республиканские не предусмотрены, поэтому здесь только учитывается бюджет муниципальный. Так, извините, уважаемые, я с вами вступаю в полемику, а надо, как говорится, выполнять указ президента Медведева. Там зафиксировано точно, черным по белому, значит, столько-то миллионов, но чуть менее. А почему не выполняется вопрос? Ну это потом. Я продолжу. Я просто, наверное, уйду уже, не смогу до конца присутствовать у меня. Почему? Если вы, как представитель, уйдете, не услышит, значит, мэр, не услышат и другие чиновники, в том числе и глава города, не услышат. Я хотел бы, и все, наверное... Минуточку, подождите, да, я все-таки возможность дайте мне ответить, и вы продолжите. Значит, действительно, в 12... Без вас неинтересно будет. Я свою концепцию выложу, вы не услышите. Подождите. В 2012 году был подписан указ Путиным о том, что запланировано празднование 550-летия города Чебоксары и 100-летия Чувашской автономии. В 2015 году в данный указ были внесены корректировки. Кратность признана юбилея только 100. И, соответственно, после данных корректировок на уровне правительства Российской Федерации были внесены изменения в постановление правительства Российской Федерации, подписанное Медведевым, где
план по празднованию, посвященный 2 юбилейным датам, остался только план, посвященный празднованию столетия Чувашской автономии. Спасибо. В 2020 году, соответственно, все федеральные средства, предусмотренные данным планом, направлены на реализацию этих мероприятий. План состоит из 2 частей, его можно найти на сайте Министерства культуры. Спасибо. Но у меня будет оригинальная концепция. Дата 1241 год, я скажу, пока вы не уйдете. Ну, через 2 года будем следующий юбилей праздновать. Ну, а почему нет? Я думаю, научное сообщество поддержит сегодня, мы все скажем. Спасибо. Наши 3 копейки не выделены нам, ну, такие бедные, не донор, как Казань, как Татарстан. Но я извиняюсь, я дальше не смею с вами вступать в полемику. Дальше, ну, Аверьянов у нас в статье в Центральной газете «Вопросы истории» он опубликовал статью о времени возникновения города Чебоксары в эпоху Средневековья. Он носит свой вердикт по дате основания города. Он ссылается на карту Фромова. Карта носит еще более приблизительный характер. В частности, территория между Нижней Сурой и Волгой именуется Амазонией. Ученые заключают, что вполне вероятно, и это относится к 1360-70 годам. Опять 14 век, он тоже подтверждает. В сентябре 2013 года в Гуманитарном институте прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная истории города Чебоксары. Ну, здесь многие принимали участие. В ходе конференции были развернуты дискуссии по вопросу времени основания города. Конференция стала профессиональным разговором ученых по вопросам первоначальной истории Чебоксар, что позволило сблизить точку зрения ученых различных специальностей на время возникновения нашей столицы. Но Аверьянов, выступая ученый из Москвы, он опроверг картографические источники. Евгений Петрович Михайлов, участник конференции, тогда остановился на истории археологических изучений Чебоксар. Первые случайные находки в городе были сделаны при проведении земляных работ еще до революции 17 года. Но планомерное археологическое изучение, он пишет, что началось только в середине 60-х годов в связи с тем, что началось строительство Чебоксарской ГЭС. И он также утверждает, что найденные археологические материалы свидетельствуют о взаимодействии различных этносов на территории города, однако все находки не старше середины XIV века. Я лично согласен с подобным утверждением. Но он, кстати, выделяет 3 историографических этапа, археологических этапа изучения города Чебоксары. Но между тем и после конференции в начале 21 века в старой части города у нас продолжались раскопки. В 2006 году, в частности, обнаружена во время раскопок монета 1547 года. Монета найдена в 2006 году. Позволило говорить о том, что перед нами кладбище первых жителей города Чебоксары, то есть после строительства крепости Чебоксар в 1955 году. Последний раз затрагиваемая нами тема, она обсуждалась в Чебоксарах на Всероссийской научно-практической конференции город Чебоксар и его округа Средневековья, где приняли участие ученые Москвы, Чебоксар, Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Кирова и Саранска. И была принята такая резолюция, которая констатировала: за более чем 200-вековую историографию по истории Чебоксара в региональной историографии сложилось чебоксароведение. Археологами установлено, что формирование культурного слоя Чебоксара началось в XIII-XIV веках и продолжалось до основания русской крепости в 1555 году. Ну, на тот момент вышел указ президента Путина от 28 июля о праздновании 550-летия основания Чебоксара и 100-летия образования Чувашской автономной области. И в 19-20 годах
рекомендовано органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления ЧБКСР принять активное участие и подготовить проведение 550-летия оснований и 100-летия Чувашской автономии. И впервые вопрос о проведении значимых вот этих мероприятий был поднят 27 февраля 2012 года на заседании Президиума Совета России под руководством Дмитрия Медведева. Но, тем не менее, дискуссионность данной проблемы остается, и по сегодняшний день она усиливается накануне юбилея 550-летия, хотя кто-то не признает юбилей, а есть указ президента Путина. Юбилеем считается 25 лет, 50 лет, 75 лет и 100 лет. Вот юбилейная дата. Это указ президента России. Отмечу, что в 21 веке развивается тенденция отказ от традиционной методики датирования возникновения городов. По их первому упоминанию. Извините, пожалуйста. Буквально. 2 раза, значит, вы сейчас как бы регламент перевыполнили. Ну, мне президент сказал, что первому докладчику до 30 минут. Если мне интересно, я могу прервать. Неинтересно, я хочу почитать. Что делать? Мне интересно, я могу. Евгений Витальевич, вы же ориентировали меня на сколько? На 30 минут. Если нет, ради бога, я могу. 44 минуты уже. 44 минуты. Я тогда закругляюсь, я извиняюсь, не буду злоупотреблять, поскольку, наверное, тут и дискуссии будут. Но скажу, как бы в завершении своего слова. Выводы какие? Выводы, значит, такие. Итак, имеющийся историографический обзор литературы, анализ источниковой базы приводит к следующим выводам, прихожу. На сегодняшний день имеем следующие концепции даты основания Чебоксары. 1224 год, 1200 год, 1237 год, 1255, 1295, 1300 год, 1369, 1371, 1459, 69 год, то есть дат много. Ну и должен сказать, версии министра культуры Российской Федерации, он у нас как организатор, председатель оргкомитета. Председатель оргкомитета, что говорит Владимир Ростиславович? Он говорит, что как историк, он доктор исторического, профессор, утверждаю, что Чебоксарам как минимум на 200-250 лет старше указанной даты. Это громкогласно заявлено. Ну, я завершаю. Значит, в народе как говорят, критикуй и предлагай. Иначе можешь превратиться в критикана. Я не хочу быть критиканом. Я предлагаю авторскую оригинальную концепцию. Дата основания Чебоксар 1241 год. Обосную почему? В истории известно, что в 39-40 годы произошло восстание булгаро-чувашского народа против Золотоордынского порабощения под руководством национальных героев Джики и Баяна. Восстание было. После подавления которого, считаю, в 1240-41 годах часть Булгара-Сувара-Чуваш переселилась из города Сувар и других местностей городов Волжской Булгарии в северный район Северной Чувашии, в частности Чебоксары, где было сельское поселение, и вот эта часть населения принесла сюда городскую культуру. Всем известно, что город является продуктом отделения ремесла от сельского хозяйства. Поэтому считаю, что Чебоксары существует с 1241 года, через год, в 2021 году предлагаю праздновать 780-летие города Чебоксары. Я нисколько не навязываю, но прошу поддержать эту дату. И хочется надеяться, что сегодняшней конференции участники выступят, и мы общими усилиями внесем определенный вклад в решение рассматриваемого вопроса. Считаю, что научное сообщество сегодня созрело. Здесь академики Национальной академии сидят по дате основания Чебоксары вглубь веков. Открытость, гласность, полемика, дискуссионность и наличие достоверных источников позволяет установить подлинную дату города Чебоксар. Спасибо за внимание. Извините за
Да, спасибо, Олег Архипович. Доклад очень интересный. Действительно, здесь очень много спорного, вот, разные варианты, разные даты. И пока их так много, конечно, вряд ли вот, в ближайшее время этот вопрос будет положительно решен. Я считаю, что надо этот вопрос поднимать, и поднимать надо провести такую очень серьезную конференцию академического уровня с приглашением именно на эту конференцию ведущих специалистов не только Чебоксара, но и Москвы, тех, кто занимается вот этими проблемами. А так, ваше предложение, конечно, оно очень интересное, тоже требует дальнейшего, скажем так, анализа. Обоснования. Уважаемые, значит, мы продолжаем. Действительно, у меня вот такая неблагодарная обязанность. Мне тоже не хочется никого прерывать, хочется, чтобы все говорили, и все выговорились. Но такая обязанность, поэтому я буду немножко, значит, напоминать о регламенте. Вы уж извините. И сейчас я предлагаю, значит, вашему вниманию доклад Егорова Николая Ивановича, нашего уважаемого доктора филологических наук, профессора. Пожалуйста, Николай Иванович. В общем, очень интересный доклад был. Очень много проблем высветил. Но самое главное, что я понял, что из этого доклада, из-за этой вакханалии с юбилеями выясняется одно очень неприятное обстоятельство. Мы, в общем-то, очень далеки от науки. Мы руководствуемся эмоциями. Давай нам праздники, давай нам юбилеи, давай нам тысячелетия и так далее и тому подобное. Казань праздновал свое тысячелетие. Вот. А потом вышла книга, кстати, Исхакова Дамира Мавлиевича, вот, которая опровергла эту дату. Ну, опозорились на весь свет. Вот и всего-то. А почему нас так беспокоит эта дата юбилей? Ну, 500 лет, 550 лет, 600, 700. Там по годам уже пошло, 10 лет старше, 10 лет младше. А что это дает? Что это? Какое-то научное открытие, что-то мы, какие-то новые знания от этого получили. Для чего? Просто так вот для удовлетворения собственного, так сказать, любопытства. Ну, давайте будем оставаться в рамках науки. И давайте прежде всего определимся, что мы отмечаем в этом году. Это, в общем-то, в докладе звучало город Чебоксары, а с городом все ясно. Это 1555 год, когда построили город, крепость Чебоксарскую. Вот и все. Там гадать нечего. А в 1469 году впервые зафиксирован географическое название Чебоксары. Опять все ясно. То есть никакого города, никакой, пока даже никакого поселения я не вижу. Ну, Чебоксары, это может быть и речка, или ну, пусть будет поселение. Неясно. Вот. Об этом были споры в свое время. Ну, там в тексте было уже зачитано, я не буду, 19 на 20 мая 1469 года судовая рать воеводы Ивана Даниловича Руна, шедшая на Казань, ночевала на Чебоксаре, написано. Вот. Василий Ильич в свое время обратил на это внимание, что когда говорили, что это не поселение, Василий Ильич говорит поселение. Вот. Действительно, скорее всего, это было поселение. А почему? А потому что зачем судовой рати заходить на речку Чебоксарку и ночевать там, хотя можно было на Волге, где-то там на острове
ночевать, где более спокойно, безопасно. Ну, не могут там с одной стороны через леса, с другой береги добраться до этого острова просто так и так далее. Видимо, было поселение. И не маленькое, если там ночевала судовая рай. И не просто так ночевала, это, видимо, надо было кормить еще и так далее. Вот это одна вещь такая. Вот, в этом году исполняется 550 лет первого упоминания географического названия Чебоксары. Вот и все. Теперь название, о самом названии Чебоксары. Откуда это название? Во-первых, это название, собственно, русское. Мы знаем из русских источников это название, об этом никто не спорит. Во-вторых, а как это попало в русские источники? Естественно, понятное дело, через татарских толмачей. Русские возили с собой служилых татар, которые толмачили, то есть для перевода, для общения с местным населением. По звучанию, по фонетике название Чебоксары действительно татарское, и оно, скорее всего, переосмысленное с чувашского или, может быть, даже с марийского. Есть интересные параллели. В Татарстане, в Чистопольском районе, по-моему, есть деревня Чувашская Чебоксарка, там 3 Чебоксарки были. Вот. И там есть овраг, маленькая речушка такая, которая называется Чебоксары по-татарски, а Чебык по-татарски Чебок. Это важняк, прудняк, косар, это где его много. Чубук это вторично уже из этого. Вот, это уже русский чебук. Татарский чебук это лоза. Вот, лазняк просто. Вот. А название, собственно, скорее всего, мы вот чувашское название помним Шубашкар, а почему-то забываем марийский вариант. Вот там где-то 10 разных фонетических вариантов, которые, в общем-то, в конечном счете восходят к Шалак-Шенгер. Энгер по-марийски это речка, родничок, а шалак это подушка или долбленка, в которой наши женщины еще недавно хранили белье. Ну, долбленка, которая там без дна, без крышки и так далее, поставили в ям в разник, чтобы земля не завалилась, вот и получилось Шалак-Шенгер. Кстати, в верховых районах до сих пор можно встретить вот эти дубовые, большие дубленки, такие стоят в колодцах. Вот. Это традиция давнишняя, она живет. Я еще помню, у нас тоже ставили в полях, когда мы еще вручную убирали рожь. Вот такие дела. Так что первые упоминания, первые названия, скорее всего, было марийское, потом чувашское, а потом оттуда чувашского, когда уже Чувашия вошла в состав Казанского ханства, начались переписи, татарские чиновники записали это название, но переосмыслили по-своему. А вот этих чебыков в долине Чебоксарки еще на моей памяти было полно. То есть сейчас из-за там и, в общем-то, надо искать, когда появилось марийское название и когда чувашское название. Ну, первые поселения на севере Чувашии, скорее всего, по Волге были марийские. Это марийские земли, марийская топонимика здесь расположена. Значит, можно считать марийское название первым, но тут одна тонкость. Вот это вот марийское шалакш, кадушка, шубашка у верховых, это тюркское слово в чувашском, старом чувашском звучании. Не в современном чувашском, а в булгарском чувашском, скажем так, звучании. Вот. Датировка, ну, по слову трудно сказать такого времени. Скорее всего, я думаю, в этих кадушках, притороченных к серлу, возили какие-то товары булгарские купцы в обмен, ну, тут на пушнину, на продукты пчеловодства и так далее.
Вот оттуда и к марийцам попало это слово. Значит, название Шубашкар, Шалакшенгера в марийском появилось уже после знакомства с булгарами, не раньше. Вот. А когда булгары появились в Чувашско-Марийском Поволжье, вопрос. Но этот вопрос, видимо, хорошо датирован арабскими дирхемами, монетами. В марийских поселениях археологи находят монеты 9-11 веков. С 9 по 11 век в марийских, старых марийских археологических памятниках повсеместно встречаются монеты арабские дирхемы. Вот. Это очень интересная датирующая вещь. То есть в 9 веке, по крайней мере, по Волге ходили булгарские купцы. Вот. И очень интересную идею высказал Нестеров в свое время. Ну, судостроительных верфей, скорее всего, в Чебоксарке не было, но, в общем-то, сюда заходили эти вот тихие затоны и в речки, небольшие речки, особенно во время бурной погоды. Я помню, еще там по Миллеру еще в 1730-х годах они могли плыть в Казань, становились где-то там около Ильинки из-за бури, из-за ветра сильного. Вот такие вот вещи могли быть. Скорее всего, какие-то там поселения уже образовались в те времена, когда булгарские купцы ходили по Волге. Они ходили очень далеко. Есть эти арабские дирхемы даже в скандинавских странах, и есть там целые клады. К сожалению, у марийцев там кладов пока не нашли. У нас, в общем-то, мало их. Ну, археология, слава у нас развита. Дальше, следующий вопрос. Каким путем заселили чуваши северные районы современной Чувашии? Ну, еще в 20 году Волжский и Звениговский районы Марийской республики входили в Чувашскую автономную область. Это были чувашские земли. Там живут сейчас марийцы. И это определенная этнографическая группа, которую марийцы называют Шарпан Нашмакан Мари. Чувашская голоса Сурванла Масмакла Маризин. Это Волжский, Звениговский район, дальше туда Моркинский район. Вот эти вот три района в основном с марийцы, которые носят масмаки и шурбаны. Горных марийцев пока трогать не будем, у них тоже есть. У других марийцев там этого нет. Дальше. Тамсернурские марийцы называются шаркананами. Они сороку носят. А сорока к ним попала от русских, но поверх сороки носят треугольные косынки, которые называются тамчал. Вот, эти заволжские чуваши, а в Заволжье, туда, в марийские места, предки чувашей попали где-то там в середине XIV века и бежали не от монголов, не от Тамерлана, так я раньше тоже думал, а все эти историки, скорее всего, от морового поветрия бубонной чумы, черной смерти. Вот. Там почему не во времена монгольского нашествия? Потому что все булгароязычные надгробные каменные памятники, они все закрыты. И они датируются конец 13-14 век. Так что они там и остались, никуда не убежали. И вообще, как вы себе представляете, вот пришли монголы, прошлись, и все население в раз и разбежалось, ушло в лес. Как это все там оставить с детьми, с стариками, с скотом, с барахлом и так далее. Это очень трудно. А вот тут вот моровое поветрие, тут уже хочешь не хочешь выдать и видели сами. В середине XIV века это моровое поветрие пришло к Средней Поволжье с юга. Оно пришло из-за засухи. Носителями микробов бубонной чумы являются грызуны степные.
Вот они отца пришли на север, перекочевали на север, а от них через блох передается эта зараза людям. Вот. И вот люди начали бежать в леса. За камни полностью опустело, зато булгары-чувашские поселения появились предкамье, за Казани, на территории Удмуртии, на территории Марийской республики. Скорее всего, или точно, можно сказать, территория северных районов Чувашии была заселена чувашами, перешедшими из-за Волги уже до образования Казанского ханства. Ну вот, допустим, эти вот этнографическая группа с Чалмой, это междуречье Аниша и Цивиля, они все деревни современного Махтасарского района практически рассказывают, что их предки там переселились из-за Волги, из Марийских лесов. Ну, интересная там вещь, Чуринский куст, допустим, там где-то больше 10 деревень, имели свои земли за Волгой, и когда во времена Екатерины было очередное передел земли, кому-то там по жребию попалось, 12 дворов получили земли заволжские, им пришлось переселяться, им сказали, а где тут со своим скотом-то по нашим землям ходить себе, ваши земли, там они переселились, и до сих пор там есть чувашская деревня, чувашские оттары называются. Вот. Потом бассейн Цивиля заселен, в общем-то, переселенцами из Марийских лесов. Почему народ оттуда бежал? Потому что когда уже это мировое поветрие закончилось, можно было уйти с хвойных лесов, там тациры-то убивали, это микрофлору, не давали, спасали людей, в общем. Они, как земледельцы, вынуждены были переселиться на правый берег, тут более высокая сторона, где там перепад температуры где-то по 3 градуса, и потом они дальше там, ну и земли, естественно, там чувствуют, они пробирались по Цивилям, вглубь присутствия лесов. Потом по левым берегам притоком Цивиля расселялись на территории, где сейчас у нас представлены чуваши верховой группы. И там вот местное горно-марийское население начинает ассимилироваться. Ассимиляция, в общем-то, процесс закончился где-то только в начале 20 века, по-моему, потому что там рядом с горно-марийской республикой есть так называемые малокарачинские чуваши, которые, в общем-то, до сих пор не знают, кто мы такие, то ли марийцы, то ли чуваши. Я там ходил на экспедицию, они говорят, а на каком языке вам спеть, на марийском или на чувашском языке? Двуязычно до сих пор. Вот, получается интересная вещь, что, по крайней мере, к времени образования Казанского ханства северная половина Чувашии была заселена чувашами, и очень интересная топонимика. В общем-то, многие населенные пункты в чувашском варианте имеют название марийского происхождения, а русский вариант татарского происхождения. Ну и там еще уже после крещения там по церквам начали называть. Ну вот в Козловском районе есть Вайгулов, по-чувашски Кушнар, с марийского, это культурная речь. Там Лапшнарь и прочее, там марийская топонимика рядом, а по-русски там, по-моему, Богородицкая гуна. Вот, по церкви. Вот такая вот картина, она наблюдается по всей северной половине Чувашии. Это говорит о том, что северная половина Чувашии была заселена еще до Казанского ханства, до образования Казанского ханства. А во время образования Казанского ханства эти деревни записаны казанскими, татарскими, там, служилыми людьми. Население было взято на учет, поэтому там
вторичные татарские названия деревень, все почти что там по личным именам владельцев этих деревень, владельцев условно. Вот. То же самое мы наблюдаем и с топонимией, с названиями Чебоксар. Есть марийское исконное название, есть чувашское название, есть татарское название, которое стало русским. Вот. Ну, я не буду тут деталей встревать. У меня есть там несколько статей на эту тему. Я думаю, что, в общем, достаточно раскрыл этимологию этих всех трех вариантов и их историю. Ну, на закуску, вот, что же касается этимологии, то у нас каждый год рождается новая этимология, они растут неимоверно. Кстати, почему-то не лингвисты считают себя возможными реализовать, в общем-то, глубокие исследования по сравнительно историческому языкознанию. Ну вот что касается этимологии Чебоксар, так ведь это просто. Это Чепок-Сар, Лап-Сар. Вот, Чувашское слово чего? Чувашское слово, да? Нет, не чувашское. Если Сар, это не чувашское. Подождите, я расскажу, а потом вопрос. Сара в Иране есть, как связь? А эта Сара доставала товары для продажи из Сарая, Саратова, Сарайчика и так далее, от Сарепты вплоть до Сареева на Суре. Вот. А еще торговала там чебуреками, чебаками, чебагой и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, была Сара чеберкой, но под старость, говорят, совсем чебурехнулась. Спасибо. Николай Иванович, извините, Хорошо. Чабуксар, провинция в Иране, связь есть какая-то? А? В Иране есть провинция Чабуксар, провинция в Иране. А с Чебоксарами связь есть, может... Никакой связи нету, потому что если было Сирана, это слово было, там уже Че, а пока это слово Сирана добиралось бы до Чувашии, там Че бы уже давно не осталось, там произошли бы характерные для чувашского языка политические изменения. А если их нет, то что? Я вот и привел примеры, так что Сара, это можно Сарепской, ну, от Сарепты и Волгограда до Ленинграда и так далее, везде можно найти. Это такая вот народная или вульгарная этимология. Спасибо, Николай Иванович. Очень интересно. Я думаю, для размышления. Так, все-таки, уважаемые коллеги, регламентом, а то мы не уложимся. Значит, Дмитрий Викторович Басманцев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук. Очень интересная тема, касается 17-18 веков. В канун юбилея Чебоксар организована такая площадка, где можно поделиться своим опытом, также поставить для себя какие-то цели, задачи для дальнейшего изучения истории города Чебоксар. История Чебоксар сохранилась до наших дней в многочисленных письменных документах и материалах, собранных в богатых фондах архивов и библиотек нашей страны. Еще с 18 века в истории Чебоксар как административном, торгово-промышленном и культурном центре России писали многие известные исследователи и краеведы. В своих работах они рассматривали широкий круг вопросов о прошлом Волжского города, изредка публикуя выявленные в архивах источники. Им были доступны сведения, подчеркнутые из местных и личных архивов. В своем небольшом сообщении хотелось бы остановиться на тех источниках, в которых рассматривается жизнь и служба военнослужилого населения города Чебоксара. Как раз сегодня было отмечено, что надо сохранять память чебоксарцев, значит, это как бы приумножать, но когда читаем монографии и других
научных работах, конечно, встречаем только общие фразы, это в основном общие сведения из сметных списков военнослужащего населения. И, конечно, вот в своем сообщении хотел бы вот остановиться лишь на таком аспекте, тем более как раз ограничены мы регламентом. Документы и материалы мной были выявлены в Российском государственном архиве древних актов, в научно-историческом архиве Санкт-Петербургской истории, Российской академии наук, Государственного архива Ульяновской области. Эти источники позволяют рассмотреть, что военнослужилое население, которое числилось более сотни человек, они были, конечно, пришлыми, и при этом служили по городу Чебоксары. Самые ранние документы, новые документы, касающиеся начала 17 века, недавно были опубликованы в работе Антонова «Историко-археографические исследования России 15 начала 17 века». В своем исследовании Антонов привел сказки нижегородских помещиков, которые в свое время в начале 17 века во время смуты служили по городу Чебоксары. И здесь оказалось, что были такие помещики Суровцев, Сколков, были также помещики Жертинские, Соловцовы, Преклонские и также Карамзин. Видимо, один из потомков Карамзина. Вот даже в своих сказках они утверждали, что в 1609-10 году в Чебоксарах они сидели в осаде, били с ворами, находились на разных посылках и в плену. Это, к примеру, цитаты из этих документов. «И в Чебоксаре я в осаде сидел, и в осаде в Чебоксаре с боярином сидел, и на многих боях бился. На отца моего и на Григория Веревкина пришли в те поры из-под Чебоксар, скопясь, Янка Глядков с товарищи, со многими воровскими людьми. И отец мой Андрей, да Григорий Янка Глядкова с воровскими людьми побили, языки многие поймали». А также сохранилось сведения о том, что кроме того, как они бились, один из участников осады попал в плен. Вот. А дядя мой Никита был с боярином Федором Ивановичем в Чебоксарах. И на бою дядю моего Никиту взяли воровские люди и отвели к вору в Тушино. Также, работая в Российском государственном архиве древних актов, мы пользовались так называемыми пошлинными книгами печатного приказа. В данных книгах также сохранились отрывочные сведения о конкретных лицах, которые служили в Чебоксарах. Вот, например, служили по Чебоксару Городецкие. Городецкий Тимофей и Иван Михайловичи Михайловы сыновья. А что мы о них знаем? Если привлечь дополнительные сведения, то узнаем, что Тимофей служил по городу Чебоксары и в 1617 году находился на государевой службе в Астрахани, и за указанный год дана ему половина оклада, сергиевский оклад в размере 8 рублей. А сам Иван, получается, наверняка это брат, по материалам кормленной книги Костромской чеки также узнаем, что в 1619 году он был в осаде в Москве, и за осадное сиденье он также получил прибавку к своему жалованию. Естественно, военнослужилое население города Чебоксары посылалось на различные походы, участвовало в различных государствах, на государевой службе. И вот недавно кандидатом исторических наук Валерием Дмитриевичем Кочетковым было выявлено интересное дело об участии чебоксарских иноземцев на так называемый Козыев-Улус, на поход на Козыев-Улус. Это 1633 года. Данный поход, то есть на Козыев-Улус, это современный, как пишет Трепал, это Малая Орда, то есть в числе 252 иноземцев, значит, из городов Казанского, приказа Казанского дворца, также участвовали литовцы и черкассы из города Чебоксары.
И в своем челобитной в 1634 году они описывают все те события, которые с ними произошли. Даже имеется их именной послужной список. И вплоть до того, что как они сражались, как они проявили себя в этом походе 1633 года. Вот могу привести небольшой отрывок из данной челобитной. Государеву службу в Астрахань с твоими государевы воеводы, со князь Василием Ивановичем Турениным, да князь Петром Федоровичем Волконским. А из Астрахани были мы, холопы твои, на твоей государевой службе, в Козыльном походе, стольниками воеводы со князь Петром Федоровичем Волконским. И будучи в Козыльном походе, всякую нужду, голод и безводицу терпели, и козлятину ели, и вместо воды кровь конскую и сят пили. И ныне наши братья от бедности, не истерпев нужи и с голоду, сами себя из ружья бились. Если привести из послужных списков, то могу привести несколько тоже примеров. Вот сохранилось, значит, сведения о Матвее Карбулевском. На своих боях государю служил, бился явственно, убил 2 мужиков. Сам ранен, сечен саблей в голову, да правая рука посечена в 3 местах. На левой руке посечена по локтю, правая нога посечена повыше лодыжки. И за вот это проявленную его, значит, храбрость в бою ему был назначен денежный оклад в размере 10 рублей и хлеба 10 чехи ржи и овсатош. И вот из Черкас, то есть это он был из так называемых чебоксарских литовцев, а вот сам есть сведения о чебоксарских черкасах. Савка Наумов в боях государю служил, бился явственно, убил мужика, другого сбил с лошади. Денежный оклад ему 6 рублев, хлеба 10 чехи ржи, овсатош. Естественно, после всех этих походов, после несения государевой службы, они, конечно, им выдавались, кроме денежных жалований, конечно, и земельные поместья. И после службы они, естественно, находились на различных должностях. Естественно, по городу Чебоксару, что касательно 17 века, мы можем говорить о таких помещиках, как Грязевых, Борисовых, Кольцовых и многих других. Но я хочу остановиться на Кольцовых, которые до конца 17 века проходят в различных документах. Кстати, из тех фондов, которые я вам, из архива, который я вам уже продиктовал, и четко прослеживается их дальнейшая судьба. Получается, судьба, как они попали в город Чебоксары. Оказывается, большинство, как уже отметил, они были из Нижнего Новгорода, но часть в Чебоксары доходила из Мурманского уезда. Вот, например, Кольцово, они вначале, значит, на это показывают те поместья, которые раньше владели. В 17-м, даже получается раньше. И Кольцово, первое упоминание, можно сказать, относится к 1626 году, когда Никита Кольцов был стрелецким воеводой в городе Чебоксары. Кстати, этот наказ был опубликован, и он также приходился родственникам Данила Васильевича Кольцова. Они владели поместьями в Алатырском уезде, и вот 1648 года Данила Васильев, сын Кольцов, начинает служить, был написан по губу города Чебоксары, также владел крестьянами, как уже отметил, в Алатырском уезде Гермиратова и Жукова. И потом, естественно, все его, его земельные, поместные земли, потом, можно сказать, условно унаследовали, оформили за собой их уже сыновья. А что интересно, следует отметить, что значит, сохранились письма Кольцовых за 1673 года. В 1673 году Кольцовы и Илья, и Дмитрий Кольцовы писали
известному стольнику Безобразову в Москву, и при этом, получается, они решали свои дела. Значит, через это, ну, в те время, как бы письма не говорили, это, получается, грамотки, но очень любопытно, что в 1673 году они обращаются к стольнику за просьбой или, наоборот, отчитываются перед ним, так как они, как пишет исследователь Новохатко, были вскормленниками Безобразного. Вот. Также могу привести цитату из данной грамотки. «Государю моему брату Андрею Ильичу братишка, твой Митька кольцо бьет челом. Будь государь здоров на многие неисчетные лета и храни десницу Вышнего Бога». И, значит, и потом он излагает суть своей грамотки, почему он обращается. Он отчитывается, что в городе Чебоксары, значит, он еще для него не купил лошадей, а также обращается к нему с просьбой, что вот к его тестю, к Луке Грязеву, известному помещику, пришел сыщик из Москвы и забрал дворового человека и отправил в Москву. И тем самым он просит его заступиться и оказать содействие, чтобы освободить этого крестьянина. При этом он добавляет: а что государь изволил ты ко мне писать о рыбе, об осетрах и о белушках, о бекре, и для ради тебя, государя, послал человека своего татарина, ореху для ради икры и рыбы на 2 лошадях на яиц. А как Господь принесет ко мне, я тебе, государь, пришлю тотчас. Естественно, как уже отметил, за определенную службу давались не только денежные, но и поместные жалования. Ну, из новых документальных таких свидетельств по городу Чебоксаре или по Чебоксарскому уезду недавно была выявлена так называемая перечневая книга 1685-1686 годов. И в этой перечневой книге, получается, в кратких содержаниях были описаны все помещичьи земельные угодья, которые находились в этом уезде. И получается, естественно, они все были получены за определенные заслуги перед московского правительства. Здесь также могу привести несколько таких примеров. Вот, допустим, значит, в этой перечневой книге говорится, что за вдовой Марию Чебоксарянину за Дмитриевой женой Рукина и за детьми его Дмитриевыми, за недорством Симоном Михайловым и Василием, поместье на речке Трусовке, деревне Петровки, дворик помещиков, 2 двора крестьянских, двор Бабыльский, значит, а башни 5 чети со смину и с четвериком в поле одну потому. Что касается XVIII века, так в Российском государственном архиве древних актов удалось выявить сказки военнослуживого населения, также в историческом вестнике, в котором издается в Государственном историческом архиве Чувашской Республики, была опубликована ведомость военнослужилого населения города Чебоксары, кстати, Сибирского уезда за 1937 год. Там приведены не только помещики, но и те военнослужилые, мелкое военнослужилое население, эти воротники, городовые воротники, стрельцы и так далее. Но при этом могу отметить, что вот из одной из сказок, могу привести также пример, вот сказка, которая была подана Иваном Ивановичем Мотовиловым, так называемую Геральдическую контору правительствующего сената. В своей сказке он отмечает, что до 1700 года он воевал под Киевом, Азовом, Таганроге он также воевал и был, так скажем, комиссионный
современности, так сказать, выразиться боярином Алексеем Петровичем Салтыковым по разбору, так называемому разбору. И потом он возвратился в Чебоксары. И также он платил все положенные сборы. А поместье, пишет он в своем, поместье крестьянских дворов у него нет, хотя вот получается, сколько лет он воевал. Положен на меня оклад по 13 алтын, по 2 деньги оплачу по все годы, и все подати против канального расположения без доимки. Он отмечает. Ну, завершая свое небольшое сообщение, естественно, по истории города Чебоксары сохранилось, конечно, очень много материалов, которые еще предстоит нам выявить, ввести в оборот. Конечно, вот этот потенциал, конечно, не исчерпан, и в дальнейшем, конечно, в наших силах, он будет, конечно, реализован в дальнейшем. Может быть, даже в виде сборных документов или научных статей. Спасибо, Дмитрий Викторович. Очень интересное сообщение. Это, значит, сведения по 17 и 18 векам, как вы услышали. Конечно, это события, которые зафиксированы в архиве, документах, фондах архива древних актов Москвы. Поэтому, конечно, они представляют особый интерес, особую ценность. Ну, мы продолжаем, вот более современные. Сейчас мы добрались до 20 века по хронологии. Поэтому я хочу предоставить слово кандидату исторических наук, главному архивисту Федору Николаевичу Козлову. Мы его хорошо знаем тоже. Вот, пожалуйста. И тема хронологически более ограниченная. Это религиозная жизнь 1920-е годы и город Чебоксары. Но прежде чем говорить об этом периоде, чисто такой технический момент, который, наверное, заставляет многих задумываться. Вот рубеж 19-20 веков активная переводческая деятельность богослужебной литературы на чувашский язык. По данным на 1913 год, чувашская переводческая деятельность настолько она продуктивная, что после татарской она в Среднем Поволжье занимает второе место. Марийская, Удмуртская и Мордовская даже в совокупности стоят гораздо дальше по количественным показателям, чем чувашская. И вот задайте для себя вопросом. Город Чебоксары, духовенство города Чебоксары участвовало в этой переводческой деятельности или нет? Большинство, я так понимаю, все-таки для себя решит, что да. Вы со мной согласны в этом отношении? И вы будете неправы. Потому что практически ни одного богослужебного текста в переводе на чувашский язык в Чебоксарах не появилось. Чебоксары в этом отношении это в процентном отношении 0,0 и дальше. Переводами занимаются в Казани, в Симбирске, в Саратовской области, в Самарской области, но не в Чебоксарах. Это сейчас. Мы говорим про дореволюционный период. Вот. Вот представляете ситуацию? Сегодня наши с вами Чебоксары – это центр Чувашской республики. Но с точки зрения вкладов чувашское книгоиздание, именно чувашская переводческую деятельность до революции Чуваши – это все, что за пределами Чебоксар. Но не Чебоксары. И вот примерно в такой картинке мы приходим с вами к 1920 годам, когда появляется чувашская автономия. Центр становится город Чебоксары. Роль религии, надо признавать, что для чувашского народа она очень большая. А вот город Чебоксары центром опять-таки не становится. У нас другие центры религиозной жизни, но не Чебоксары. Не центр автономии. Хотя, если следовать логике событий, вот начало 20-х годов это страшный голод, который захватил в том числе и Поволжье. И Чебоксары дают нам единственный пример, когда был судебный процесс в отношении тех, кто сопротивлялся изъятию церковных ценностей, и люди были осуждены. В других наших властях было сопротивление. Были попытки задержать людей. Мы их отпускали.
в Чебоксарах был показательный процесс. Один из 250 с небольшим, которые были в целом по стране. Осуждены были несколько человек, двое из них приговорены к расстрелу. Это представители одного из чебоксарских храмов и прихожане этого храма. Позднее расстрел заменили 10 лет для прихожанина наиболее активного и 5 лет для священника. То есть вот в этом отношении Чебоксары уже проявились с другой стороны. Здесь уже более активное население в плане того, как защищать церковные ценности. Не сельское население проявляется в этом отношении более так активно в плане даже не самой защиты, а в плане действий государства по отношению к тем, кто выполняет вот эту защитную функцию. Если мы идем чуть-чуть дальше по хронологии, то середина 20-х годов, 24-27 годы, это период, когда в нашей стране развивается обновленческое движение. Это фактически один из расколов Русской Православной Церкви, который поставил Русскую Православную Церковь вообще на грани выживания. Появляется как бы патриаршая церковь, которая является сторонниками Тихона, и появляется обновленческая, или же советская церковь. И вот Чебоксары опять пример того, как конкретный город выделяется на фоне республики. Вот Чебоксары один из немногих примеров, когда духовенство конкретного города и конкретных приходов не признает обновленческую церковь и Чувашское епархиальное управление, которое было здесь создано. Практически все остальные его признают. Чебоксарское духовенство признало его на очень короткий период, и то под большим давлением. Это было буквально полугодовое признание. Потом Чебоксарское духовенство опять выходит. И даже назначенный чебоксарский епископ Даниил, который был обновленческий епископ, он так и не смог обосноваться в Чебоксарах. Мы здесь не приняли. Если мы идем чуть-чуть дальше по хронологическим границам, то Чебоксары в конце 20-х годов, конкретно 1927 год, дают нам еще один характерный пример своего отличия. Крестные ходы в целом по республике уже прекратились, а в Чебоксарах в 1927 году прошло целых 2 крестных хода в январе и в июне. Причем оба были с разрешения властей. И там никто из властьпридержащих не протестовал против проведения этих крестных ходов. Но единственное, что второй крестный ход сильно ограничили по протяженности. Предполагалось, что в июне крестный ход, который пойдет, он будет идти по территории вокруг города. То есть вокруг всего. Город, надо понимать, что на тот момент был относительно маленький. Это не современный разросшийся город. Власти ограничили его всего лишь от Веденского собора до реки Чебоксарки. И потом верующие разошлись. Вот в конве, в кратком изложении, это участие Чебоксар в религиозной жизни 20-х годов. Как вы видите, оно выбивается из общей череды вообще событий. Они всегда на каком-то таком не периферийном отрезке, но они особенные. И здесь стоит вопрос, почему? Вот почему Чебоксары такие? И есть самый простой ответ. Когда даже не надо задумываться и искать, почему это происходило. Потому что Чебоксары до середины 20-х годов 20 века – это русский город. То есть здесь типичное русское население, здесь русское духовенство, здесь практически нет чувашей. Поэтому и на фоне общем республиканском есть такая отличительная черта. Вы отличаетесь и с точки зрения переводческой деятельности, потому что им не для кого переводить и некому переводить. Вы отличаетесь с точки зрения признания новых религиозных властей, которые появляются, потому что обновленчество в Чувашии – это не обновленчество в целом по стране. Местное обновленчество – это прежде всего национальный фактор. И чувашские обновленцы – это националисты. Русское духовенство, естественно, не идет вместе с чувашским национализмом. И то же самое происходит, когда идет изъятие церковных ценностей. Город протестует гораздо активнее, и горожане протестуют гораздо активнее, чем село. В селе это чаще всего проявлялось даже больше в утаивании документов, утаивании церковных ценностей. А в городе это открытое выступление. Вот вкратце, поскольку все-таки времени достаточно мало, это повод для того, чтобы каждый из вас о чем-то подумал.
я никому не хочу навязывать собственную точку зрения, просто над историей, в том числе историей религии, надо думать. И ничего не бывает случайно. Спасибо. Спасибо, значит, Федор Николаевич. Очень интересно. Мы знаем, у него вышли буквально друг за другом несколько книг. Вот последняя книга, мне довелось там тоже участвовать, рецензировать, о братьях Турган. То есть, Федор Николаевич, мы вам пожелаем дальнейших, скажем так, успехов в вашем таком научном творчестве. Ну, мы продолжаем, и следующее, значит, выступление. Где у нас Василий Васильевич? Это он здесь был, вышел, наверное, да? Потому что сейчас его выступление должно было быть. Ну, раз он пока, потом мы его попросим, это, значит, в период войны он хотел нам доложить, показать, как, значит, чебоксары развивались или вообще участвовали в событиях, значит, в обороне страны в годы Великой Отечественной войны. Тогда мы, значит, попросим Анатолия Федоровича Иванова. Есть он? Замечательно. Вот Анатолий Федорович Иванов, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Чебоксарского института Московского политехнического университета. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Начну, наверное, с этого, всех интересующих вопросов. Вопрос можно председателю заседания? А не планируете выпуск брошюры по итогам конференции? Так, вот вы опережаете, потому что я хотел это как бы в конце, когда все выступят. Но тем не менее, значит, раз вопрос прозвучал, чтобы это было четко и понятно всем. У нас, значит, вы знаете, Академия издает, значит, вестник. И вот все материалы, которые сегодня, значит, здесь прозвучали, и те, которые подготовлены будут, соответственно, требованиям журнала, вот здесь присутствует как бы ответственный за издание, и, можно сказать, редактор Лев Архипович Ефимов. Вопросы к нему. Ну, значит, все материалы будут помещены в журнале, так я понимаю? Журнал очередной номер выходит в мае, так что успеваете. Да, давайте. Главное быстрее дать, все материалы выйдут. Включаем. Да, спасибо. Пожалуйста. Вы, наверное, если все помните, что в советское время, или в 90-е годы прошлого столетия, правобережную территорию города Чебоксара и присклоновой территории малых рек не застраивали. Но в связи то ли с нехваткой лошадей, то ли пошли большие деньги, валочные капиталистическое время, стали застраивать территорию, совершенно не учитывая, что в 2001 году была принята карта общего сейсмического районирования территории Чебоксары о зонах на территории Чебоксара, которые я выше перечислил, относящихся к глобальному землетрясению. Когда я был членом инвестиционной комиссии по дипломным проектам, два генеральных директора совершенно не знают, что применяется санитарно-нормные правила уже в этих зонах для строительства сейсмоопасных районов. На территории сейчас все попадают на удивляться, кто близко знаком с этим. А у нас официально на уровне законодательства в России принято, что не только Чебоксары перечисливают. Козловка, Семибаня, Кугесия, Марпасад, Новочебоксарск, Сосновка, Цивиль, Чебоксар, Ядер. С чем это связано? Или на большой крупной реке, а крупная река является региональным разломом, малые реки, которые приходят в Цивиль, а не продолжение этого регионального разлома. А по региональному разлому приходят даже далекие землетрясения. И на нашей территории дважды я зафиксировал, буквально после каждого землетрясения выходил на объекты, мониторил ситуацию на территории города Чебоксары. И в декабре 2012 года, в мае 2013 года наши здания, высотные, они тяжелые, затрещали. В понедельник я выводил студентов на полевую практику геологическую. Микрорайон Благовещенский. Жалко, сейчас Маркова нету, сбежали. Туда из Зайцева ходил, городскую администрацию. Полностью трещит. Здание всего 5 лет.
трещины снизу доверху 7-метровые. Палец ходит туда. Еще хуже обстановка с микрорайоном Байконур. Мой студент, третьекурсник, заочник, говорит, я купил квартиру, вот сейчас, сегодня скажем, завтра буквально такая трещина, ее вот самый, как он, пеной заделал, обои залепил, продал и сбежал. Что творится в личном порту, который подвержен этому? Как раз после декабрьского землетрясения в наших публикациях, СМИ очень было много. Правда, были отрицательные, которые мнение народу выводили. Выступили двое так называемых ученых Чеклов, сказали, у нас будет все, что угодно на территории Чебоксар, только не землетрясение. Но это глупость. Получил диплом в 60-м году и все, остановился он в этом развитии. Но тут не говорится о землетрясении, потому что у нас платформа, тут сидит один геолог тоже, он может подтвердить. А последние исследования ученых показывают, с 2007 года есть методическое указание, что землетрясение доходит и 1500 километров, Карпатское землетрясение дошло до Москвы, доходит, до нас дошло Охотское землетрясение. Сразу после землетрясения я пробежался по своей территории, сфотографировал, есть фотографии, все. Вот. Есть руководящий, не смотрит, что ли, вот он, в сейсмоопасных районах. И территория Чебоксара чрезвычайно опасна в этом отношении. Улица Чернышевского, Афанасьева, даже Чувашский драмтеатр, эти колонны в трещинах, микротрещинах. Но тут, конечно, влияет такой фактор, что после подъема уровня водохранилища как усиливается отголоски землетрясения. Казанские ученые еще в 90-е годы, в 96-м году, через мои руки проходил отчет, где они писали, у нас всегда на территории Чебоксара было землетрясение 1-2 балла. Это аксиома, тут даже не рассуждается. После заполнения уровня водохранилища до отметки 63 сейчас у нас происходит 3-4 балла. Оно не фиксируется ни глазом, ни трещинами, ни стеклами. Но если уровень водохранилища заполнен до 68 отметки проектной, никто не говорит почему-то, что Чуваш, казанная карта проявляется ученых, то будет землетрясение 5-6 баллов, которые мы ощутили в 13 и 12 годах, когда после землетрясения население стало подниматься с шеи, что и речной порт затрещал, я вас фотографировал, на следующий год все спрятали трещины, я бы сам так сделал, этими облицовочной плиткой, но трещины, стекла полетели. 5-6 баллов уже фиксируются косвенными признаками, трещины в зданиях, искривление дверей, трещины в стеклах и так далее. Тут не надо ничего мудрить геологу. Вот она, карта общества сканирования. Подтверждением является еще то, что казанские ученые выпустили книгу «Гидрогеология Казани» и сделали карту сейсмической радиоактивной Казани. Аналогичная ситуация. 5, 6, 7 баллов территории Казани. Есть карта, схема. Могу вам, кто интересуется, показать. После этих землетрясений вышла большая обширная статья в интернете, где заместители директора геофизических институтов и директора выступили. Охотское землетрясение прошло от Охотского моря до Санкт-Петербурга. И я вот когда лежал и думал, почему же вот все крупные областные центры? Да, кстати, лучше всего думается и решение принимается. Знаете, ученые доказали 3 года назад, лежа на диване. Лежа на диване лучше. И меня осенило. Так все областные центры же у нас на крупных водохранилищах расположены. Эти водохранилища дополнительно давят на земную кору. Возникает напряжение неприродное. Им надо успокоиться. Сотрясения, которые от голос приходят, сотрясения, они уплотняются, разлагают. И еще напряжение набирает годами. 2500 лет назад тут 10-бальное землетрясение было на территории Татарстана. Есть официальные данные. Вот. То есть люди несведущие. И вот мне вот этот микрорайон Благовещенский поразил. Дома молодые, но у нас дома тут трещат. Склон там нужно было учить, но я так рассуждал, что то, что тут виноват, изыскатели, проектировщики, строители. Я был сам изыскателем, проектировщик, строителем.
потом эксплуатационники или администрация, которая выделила. Я считаю, что проектировщики с администрацией, эти бегут уже. Строители же они выполняют проекты по проекту. Приписанным материалы, конструкции, все. Проектировщики не учли. Они нам не видели вот это документы, а при... Это раз в 100 лет семибалльный может быть. Если строить при возможно семибалльном, уже удорожание строительства на 30%, 50%. Квартиры продаваться не будет. Вот они штампуют, строят высотные тяжелые дома, Чернышевского, ну везде все. Да еще совершенно не соблюдает законы механики грунтов, когда рядом, вот у меня на улице Чапаева детский сад, двухэтажное здание, рядом построили высотное тяжелое здание, 16-этажное, совершенно не соблюли закон механики грунтов. Если рядом строить, только вот двух- или трехэтажное. Все. И вот этот детский сад затрещал полностью. Я там выступил экспертом этого заведующего детским садом. Я говорю, только у вас из-за этого. Просто элементарные вещи. Так, ну теперь у меня второй вопрос там насчет здоровья населения тоже. Город Чебоксар относится. Кратко скажу. Вот, наверное, все вы знаете санаторий Надежды, да? Это в районе Новочебоксарска. Ну какой же это санаторий Надежды? Это же уму непостижимо. Линия высоковольтной, линия электропередач. Рядом ГЭС, 100% влажность круглый год. Рядом федеральная дорога Вятка. Тут под боком Химпром, где раз-два раза в год всегда происходят выбросы. Чуть ли не ежемесячно. Вот подтверждать, ежемесячно. Муравьи даже не живут под этим линией электропередач. Рядом свалка пихтурная, которая постоянно горела, еще будет гореть. Построили рядом теперь свалку другую бытовую. Ну какой же это? Ну ладно, 10 дней, ничего не случится-то. Я уверен. Сам съезжу, проверю. Ну вот. А Новый город так разрекламировали. Худшее место для территории Чебоксар. Просто не придумали. Почему? Все перечисленные факторы расположены на высоком правом берегу. Правый берег, пройдите по правому берегу. Родники, мочежины, потоки подземных вод вызывают гипотогенные зоны. Есть на территории города Чебоксара, северо-западный район всегда считался благополучный относительно здоровья населения, но вот радиологический центр нарисовали карту, на Эльмире есть 5-этажный дом, где почти половина проживающих умерла от раковых заболеваний. Северо-западный район почвах выявлены тяжелые металлы. Конечно, его не афишируют. Вот. А тяжелые металлы также же пришли глубинными водами, флюидами, которые поднялись по трещинам, по разломным зонам. То есть не все так благополучно, как рисуют. В 90-е годы, я помню, написал в чебоксарских новостях статью «Пьем ртуть, купаемся в свинце». Но это уже там главный редактор такой броскую статью. Там был анализ просто, какие годы мы пьем, если кто помнит. То наша партия правительства так сполошилась, что сдернули министра, министр прибежал весь красный, потный, горячий, я тебя первым уволил, а то меня уволил. Но пуганули, ну, нужно пугать, всегда же, тут в зале, конечно, невозможно произнести эти слова, фильм показывает, лучше, говорит, ладно, я скажу, перестраховаться, чем нужно. Поэтому наша территория города Чебоксара в отношении высотного, тяжелого строительства совершенно нет, она пригодна. Я помню, это десятибалльное землетрясение они строят, то есть смертная стоимость строительства будет возрастать. Тут никто его не купит, просто нужно с умом подходить. И для благополучия населения, для проживания то же самое. То же самое. Вот смотрите, раньше степка ставили на местах силы, а у нас 1/3 часть территории Чебоксар, наоборот, аномальные, гиблые места. Тут стали, вот сегодня говорили, в 1221 году только, а человечество же. А в Астраханской области, там уже обжито 40 тысяч лет назад территория. А почему здесь позже?
возможно, были сильные люди, мы были ближе к природе, знали законы природы. Это кто-то не селились. Поселились вынужденно, когда в 1236 году нас Тували, Булгария, Беляр разбили, тогда мы сбежали в худшие места. Это, я считаю, наша территория лучше, только экстремисты, чукчи, нанайцы живут и еще более худших местах, потому что они ослаблены населением. Может, они когда-то были сильны, чуваши тоже были сильны. И вот мы смещались. Лучшие места, ну, условно возьмем Абхазию, это по пятибалльной, это лучшие места, райские места. Там надо и меньше есть, меньше одеваться, не потеешь, не краснеешь, дольше живешь. И когда чуваш слабел, племя, нас оттесняли все худшие и худшие места. У нас же сплошь овраги, а это же разломная зона. Лет 20 только идет учение об этом, не в патогенных зонах, а в разломных зонах, о неблагополучном территории проживания населения. Ну, наверное, лишнее все заканчиваем. Да, конечно, но очень интересно. Анатолий Федорович, спасибо большое, действительно очень интересно. Так, у нас подошел главный специалист по эпохе войны, Чебоксары в годы войны, Василий Васильевич Тимофеев, доктор исторических наук, профессор, пожалуйста. 15-17 минут. Я сегодня все пересмотрел, не более 5-6 минут. Да, вот здесь краткость и строта. Мы любим слово, да? Надо уважать своих коллег. Да. И регламент надо уважать. По выступлениям. Очень толковое, интересное выступление было Ефимова Льва Архиповича, профессора педуниверситета. Я его не хвалил, что мы долгое время в педуниверситете работали. Действительно, много дискуссионных вопросов у нас по историографии основания города. Из реплики Таймасова Леонида Александровича, профессора ЧГУ, я понял, сегодня окончательную дату основания города Чебоксары ставить еще рано. По выступлению Егора Николая Ивановича, в этом году мы, получается, отмечаем чисто символическую дату города основания. Правильно я говорю? Правильно. Чисто символическая эта дата. Да, вы согласны со мной? Это чисто символическая дата. По теме моего выступления я в ходе конференции, уважаемые коллеги, полностью пересмотрел. Я только остановлюсь на вопросе эвакуации предприятий город Чебоксары в годы Великой Отечественной войны. Поэтому я прошу только 5-6 минут, максимум. В тяжелых условиях начального периода войны страна осуществляла небывалое в историю перебазирование большого количества заводов, фабрик, в восточные районы. Всего Чувашскую АСР было перебазировано 28 заводов, фабрик и цехов. На базе эвакуированного оборудования и кадров Харьковского электромеханического завода в Чебоксарах создавался электроаппаратный завод, первенец электротехнической промышленности нашей Чувашской республики. Вместе с заводом из Харькова в Чебоксары прибыли 477 человек. Директором нового предприятия был назначен начальник цеха завода Бенский. В распоряжение завода были переданы дом, Чувашстрой Креста, общежитие пединститута, здания кооперативных союзов, недостроенные дома горисполкома и лесохраны. Приспособление производственных помещений, перевозка и монтаж оборудования производилось в условиях постений распутицы, резких холодов зимы 1941-1942 годов. Уже 16 декабря 1941 года
завод выпустил первую продукцию. В феврале-марте 1942 года сюда влились 219 рабочих и инженерно-технических кадров Ленинградского завода «Электрик» и производственную аппаратуру для военной продукции. В начале октября 1941 года в Чебоксары прибыло оборудование Московской табачной фабрики «Ука». В первой половине 1942 года в Чебоксарах начался работать эвакуированные из Киева и Полтавы блочные и трикотажные фабрики. Промышленность Чебоксары выполнила план 1943 года на 103%, план 1944 года на 102%, выпуск продукции 1944 года увеличился по сравнению с 1940 годом 5 раз. Для сравнения, по республике 2 раза. Увеличение выпуска промышленного производства произошло за счет появления новых предприятий и расширения действующих предприятий и роста производительности труда. За военные годы среднегодовая выработка на одного рабочего промышленности выросла по сравнению с 1940 годом почти 2 раза. В конце хотелось бы от себя отметить, если до войны Чувашская ССР считалась аграрно-индустриальным регионом, то к концу 1945 года регион становится индустриально-аграрным регионом. Спасибо за внимание. Василий Васильевич, молодцы, очень так, четко, ясно, понятно. Ну, тема действительно очень важная, о которой говорил Василий Васильевич. Вот мы говорим сейчас в Чебоксарах, у нас практически, значит, 500 000 населения. Сегодня должны равняться на работу в военные годы. Да. Значит, вот в революционный период население города составляло, ну, практически 5000. То есть, видим, да, а вот это вот такой активный рост, он начался именно в годы войны. Когда здесь появились заводы и когда население стало очень быстро расти. Вот так оно происходило. Ну, до войны практически промышленность у нас только была представлена военным заводом, который вот пустили перед войной, нынешний Чапаевский. Вот. А другой промышленности, к сожалению, конечно, не было. А в годы войны у нас появились, и вот чем мы гордимся, электропроизводствостроение, да, электроэнергетика, это все началось в годы войны. И текстильное, чем мы гордимся, тоже в годы войны. Легкая промышленность. Да, поэтому это, конечно, очень важный был этап в развитии нашего города и в целом республики, конечно. Так, ну ладно, уважаемые коллеги, вот мы, в принципе, доклады выслушали. Давайте мы... Значит, вот председатель просит слова, президент, извиняюсь, значит, Евгений Евстафьевич просит слова, поэтому у меня поступили, вы не волнуйтесь, вам дадим слово. Кто просил еще слово сказать в завершение, мы обязательно им дадим. А пока вот Евгений Евстафьевич, очень у него важные вопросы, поэтому ему слово, пожалуйста. Так, yurttaşlar, paylaşmıştık bir tavsiye, yakında gelişimin, Kurtiyam belki Şubaşkar Kuka, Kunjuli ve Kalaşaskaki президентlar önce Любовь Кайла Сусьявна, Нахатова Исландия, она benim президентlerine Devletaysan Kayısi'neyse, benim şurada layık doğuşunu ben Türkçe kalacağım, spesialistler bizim kalacağız. Tada kalacağız gelince bu yapar kitapten tutulursa bizim bir bunda administrasya administratör diye bir bunda kalite geçişinde bulmalar. Kalite geçişinde bunda ortak zemilleşe, çabada bir Nacje Akademii Çilenecek, şimdi söyleyebileceğim bir şahane bir paylaşım. Arkadaşlar,
Николай Васильевич Лоскутов. Видимо, откуда демите книги авторы Прочкав Ранов. Спасибо, я рад, что я в вашей команде. Будем работать во благо народа и истории. Будет порядок энциклопедии, надеемся. Да, без работы. Николай Георгиевич Игнатьев. Видео надо то с тем же я вытязня. Книга пройдет шаг. Правда быть. Видите, Булгарова пройдет. Вот. Севаштагана жрет. Куда? Я инженер. Ираду Васильевна, Любовь Васильевна Кудрявцева. Курнеде сыйлық сунадыр. Шагымбек илемлі күн, Шагымбек құдыл неде бұл паха, малаш неде лайнышнемеле бұлды сыйлыққа жүрір. Кувара Мускаура Нашитня. Владимир Леонидович Болгарский. Увидит там, мухта надо. Кувара Евгений Андреевич Узандадактильна. Нурган. Правда, пусть малого тогда вырастет. А Кувара Кузинбаев Ташнак, что академия. Молдавак Тарушина, Селезинейшин, музей Евгений Татарский, Гурий Константинович Терентьев. Неге ұрлық сыйлық сынадық. Айшылмені бұлды. Саврыш Пусинзе Романа Индень, Александр Николаевич Семенов. Ну, там видео камалла, шнепер маллада. Режиссер мальчика Тинес, Батба. Мы смогли говорить как. Шведка? Так, Бухат Перин, Кезинзе, президент Перин, значит, Шамбада, вот куда Перин, значит, уйти с ума, Шамба 5 минут ран, наши 6 болинки в Вачижу. Значит, Владимир Леонидович, Кархашин. Всем здравствуйте. Я вот когда узнал, что заседание, я специально приехал, все дела отложил, свои неотложные, и приехал сюда, потому что Академия, Чувашская национальная академия, теперь это национальная называется, это очень серьезная организация, и мы через нашу академию должны пропагандировать нашу культуру, не только нашу, и всех народов. Только таким образом мы что-то можем сделать для народа нашего чувашского. Вот я постараюсь быть предельно краток. Вот 3 минуты уложусь, я думаю. Вот я пошел туда, в зал энциклопедии, взял 3 книги. Тут четко написано, я давно изучаю вот эти энциклопедические словари, что там написано про чувашей, и стараюсь делать так, как там написано. Ни на шаг, никуда не двигаясь, ни налево, ни направо, как говорится.
Потому что нам, чувашам, в плане истории ничего придумать не нужно. Все написано в энциклопедических словарях. К какому выводу я пришел? Ну, вы уж меня извините, если тут представители и русского народа есть, это очень великий народ тоже, но у них государства не было официального приставкой «великой». Киевская Русь называлась, потом сами великороссы называли себя. И никаких источников не было никакого государства под названием «Великое». Только из всех российских народов только чуваши имеют такое государство. Великая Болгария называлось государство в VII веке. Вот. Мы действительно чуваши великий народ, великие чуваши получается, если у нас государство так называлось. Четко здесь написано волжские болгары, кто такие их потомки, чуваши, казацкие татары. Российская энциклопедия, 2000 год. Вот тут есть. Российский энциклопедический словарь. Большая российская энциклопедия издается 2005 года. Издательство специализируется на рубинской энциклопедической и справочной литературе и является бесспорным лидером в этой области. В настоящее время основные усилия издательства направлены на работу над проектом «Большая российская энциклопедия». Проект осуществляется согласно указу президента Российской Федерации Путина под научным руководством Российской Академии Наук. То есть официальная Российская Академия Наук выпускает эти энциклопедические словари. И что происходит? Вот, большая российская энциклопедия выпускается, и там начинают писать про Фанагорию. В Фанагории там ничего как бы не сказано про то, что столица Великой Болгарии была, в статье Фанагория. Там ничего не сказано. В той же большой российской энциклопедии сказано об этом в статье «Великое переселение народов». Очень четко пишут, что вот в VII веке при Черноморье возникло объединение тюркоязычных кочевников под гегемонией болгар, протоболгарии, именуемая Великая Болгария. Болгарскому хану Кубрату подчинялась территория от Прикубани до Приднепровья. Столицей был уцелевший после гунского вторжения город Фанагория на Тамане. С поминальным комплексом Кубрата связывает так называемый Перещепинский клад, обнаруженный в Среднем Поднепровье, состоящий из болгарского конского убора, вооружения, многочисленных драгоценных украшений. Вот, четко написано. А что написано в статье «Великая Болгария»? Вот тут. Открываем Великую Болгарию, тут уже начинают говорить, что Кубрат-Каврат, значит, упоминание с лидером Унна-Гундуров, Кубратом спорно. Спорны пишут, спорны, упоминания. Что значит спорно? Если спорно, никогда ученые так не писали. Это ошибка или что? Никогда ученые никаких энциклопедических словарях так не писали. Четкое утверждение. Иначе зачем они ученые, иначе зачем вот это все, если они будут говорить спорно. Там четкое утверждение. В любых словарях должно быть. Или это ошибка, или что-то. Может какое-то письмо составить от Чувашской национальной академии, чтобы таких спорных моментов не было. Или это, получается, потихоньку они забирают нашу историю. Хотят как-то, чтобы у нас великого государства, что ли, не было, Великой Болгарии, может какая-то тенденция, может, пошла, чтобы забирать у нас историю. Вот поэтому какое-то письмо надо составить и отправить туда, в Российскую Академию Наук. В одном месте они четко пишут «столица Фанагория», а в другом месте уже начинают писать спорно. Кубрат, Каврат, там упоминают с Унна-Гундуром. Хотя про Кубрата нигде, кроме как византийских источников, не написано, получается. То есть другие они там перепечатывали, но четко написано византийские источники. Они бесспорны тоже, они непререкаемые источники. Вот, там четко написано, что Кубрат лидер Великой Болгарии, Унна-Гундур болгар. Я поддерживаю мнения, которые сегодня здесь прозвучали, мнения по поводу
удревнения Чебоксар. И над этим надо тоже письмо, то есть надо нам работать, и тоже нам надо письмо какое-то составить, видимо. Только таким образом мы можем пропагандировать нашу историю, то есть наш народ, по-другому никак. Спасибо. А все остальные усилия просто без толку получится. Спасибо. Владимир Леонидович, спасибо. Очень хорошие мысли. Действительно, вообще в энциклопедиях такого не должно быть. Энциклопедия, она на то и существует, чтобы там четко выразить мысли, а не какие-то сомнения. Правильно. Так, да, Евгений Густатович. Так, дальше. Евгений Густатович, историк, композитора. Мансагайса. Так что? Борис Федорович Алексеев, видя благодарного композитора, видя юридически. Точно рекламаны ilk pişirde bir sürmüşünce Halancak milli kalmalı. Halancak yuvasının sürmüş şu başkar seçen. Vazakatı Sivistkince bir ansambl var. Yazarında zakaz başta. Şu başkar seçen sürtüm. Альбин и Радуки свидетели. Ну, видя пызыртал, каладов, у творчеством сре хват парать. Так я была. Tamam, Sırrı. Евгений Густатович, bir burada bibliotek işçisiyim, bir yardım, şimdi bence başkan alıcı merceğine yardım, kıraatı katılacak. Bir like, yine bir paylaşım böyle. Bir bana davranıyor, ben tavsıma gibi asker. Ну, сейчас про книги так аминня. Органа, вот это как ущербляющая. Мне книги это надо. Вот что ты хочешь опять книги? Ургулинде, Урашкулинде. Юрать. Значит, мало. Кескенгена, хали дичими утрам уже игими утрам представляют, перестелеть выходит. Смахать дать адер. Николай Михайлович. Почитаемые друзья, но управление культуры начальника Тусагаренде, Волкаламаре, и про юбилея продления по Пурденде, Чувашской республики, а хула музей не поддержишь, Хупсалартрыч, по замком. Бунзагер пи экспонация книгам управляющая. И на чак щитмилихи Курамаренде, ущер маршир пермеш Мартра, Шубашкарда, судуилю Щурденче, Камажа судуилю Щурденче, Щене хула музея. Унда виже отделение, приятель сделано в СССР, СССР выглядит Тамхара, быт советских людей, где при музей города Чебоксары, ищем же музей деревни Верхней Кумашка Шубалинского района, конкретно Дезенде. Музей Ужеджи, Лган Шизаки Мустарыч, Лган Бирбадагиреш, Унда ищем же кластеран, Аджазем Хереф Ултымыш гимназии, Музакуржиш Пахрыш, Аджазем Телевещи, Терледерле, экспозиция декоратный жахлар, сценарийлары, конкурсы биркереттер, брендеттер, калаттар, круга, мне билдери пионер замахе, камтер скалать, она пора фронда парнезен, премиедова форпара университете Шамбада, Харпаянги, Шакалаш, Смарсани и Тезенте, Эбрахамаром, Пуштана программа Тада Малла Таза, Хула, культуру управления Киеве, Шерепин музей, музей поддержан мне, реестра, и куда Шубашкара и туристы, Пилипада, Яма, Сенет поддержан, Дешамбада, Чагда, Бахатполномай, Сирия, Пурдеди, Пирин, Шубашкара, Пума, Ихрадов, Кузаву Бабреле, Иси, Пума, Будара, Турда, Терле, Кузаван, Ажаба, Канчи, Бреднева, Хатыри, Ямала Зене, Телюнда, школа жюрения, портфель, как Будара, может быть, велосипеда, Полборган, Девриунда. Вот, Кескет, Шагбек, Ман, Пельдерю. Калашный лаях, ширный лаях, а кунда подни бырза, тыца бахса, шабарза бахса, и интересно, что раз ему да, ну май, да. Там русерение. Сама выдаванцем Шинджа, значит, Иванов термин, да? Вот шаг Зерделя. Да. Минут чура. Скельце, блядь. Здравствуйте.
Я очень рад, что сегодня попал на вашу конференцию, на нашу конференцию. Пару слов о себе. Я Ильин Валерий Алексеевич, частный экскурсовод. Провожу экскурсии по городу Чебоксары на своем автомобиле. С моим другом Трифоновым Александром Вениаминовичем, вы его многие, наверное, знаете, мы прошли по святым землям, которые в Библии на обложке, и вернувшись домой, я увидел, что наша земля, богатейшая на земле, такого золотого песка нигде нету. И когда познакомился с трудами наших ученых людей, Кеннеман, Тафаев Геннадий Ильич, стал проводить экскурсии, рассказываю иногородним о Чувашии, о том, какой великий наш язык. Подтверждение этому — Варвар, Бойкий Ловкий, Тула, Пшеница. И иногородние люди, когда слышат наши истории, они просто удивляются, какой у нас интересный город. И единственная точка в городе меня немножко огорчает. Это место рождения града Шапошкар. Между Домом пионеров и Каскадом, торговым комплексом, раньше стоял памятник. Место рождения града Шапошкар. Там был очень хороший родник, была статуя. Когда в 90-е годы землю необдуманно продали Каскаду, и памятник буквально 10 метров попал на землю Каскада. Они этот памятник увезли не знаю куда. Он сейчас, фотографию этого памятника можно посмотреть только в архивах. Родник засыпали. И для истории нашего народа, для большего привлечения туристов в наш город, было бы очень полезно возродить этот памятник. Потому что там как раз проходит граница. Что гласит легенда слова Шапошкар? Я в визитке Шапошкар, Чебоксары. Туристы спрашивают, а что обозначает Шапошкар? Что обозначает Чебоксары? Я говорю, Шапошкар – одна из легенд. Чувашский парень Шупаш пришел в долину. Кар по-чувашски – долина. Пришел в эту долину, попил воду из этого родника, и до того ему понравилось это место, эта долина, что он остался здесь жить. Пошла легенда, пошло название слова Шапошкар. И поэтому стоит возродить этот памятник. Место рождения града Шапошкар. Надо больше интереснее. Вообще, конечно, этот вопрос тоже надо будет изучать. Ну и у нас еще, значит, слово просил Смах Ильича Олег Михайлович. Хорошо. Удовольствие Рексама Калазаркера, даже дизайн, имели казахла, чуна легенда гладцам здесь, удовольствие. Олег Николаевич, был Чуваш киностудии директор. Кинематографистен продажный детюси. И беренде шидес шукжал, Шупашкар были пересирали жылдарные халала за документный фильм. Игорь Игорь плана гретня, кежех электронная байбай судью лиги была, да протягом уж могу говорить. Фильм про Игорь Шупашкар хулине, мы либо заглянем в глаза, паники bunlarına endişelatsa varışın, çalıştıran detaylı bir sizliğinde. Bayanın gece Şubaşkar, bir gidin Nikolaşlaya Kalaza Vladimir Lev Arhipovich, Elmeli Layık, Sağındaki Kalaza Varza. Кележели, чинахта Савар Хулибе, Савар Хулиндин, пуща гене беши гундарны дезе, перегулона. Карс Махин был шармы сепарна, Саваскар дезе галаша, Саварден Хулини еде примери. Егибинде мобилитный шулда, ибиринде пилеты турунде, каждый жолах шурепер чун журевен, лихиалаги азакезин телезембе. Ибир Дагестандан мумажир шигарамар Савар Хулине, тупаймарамар. Вара мана Азербайджанри, удаш семчен зелич Азербайджанда Иран тикинде, биля сувар деген хулабур, она перед чефезем пленный халитин, межелезем карты зинделу Пушкина муна. Николаева княгиня Ечкова, дата Пушкина драет.
биля сува, дюнажар печекна юванжы ряде болгар. Вот кштан пинеш браше примарцы. Шамбада паллах шак был колони через Шубашкара, что Заяна, Тузаяна, Сувар, Луидин, Пищагини Жинзил. Харфи Сувар где был Чембербе, Кудастан Текинте, Кузьмичек Реаль делал начал. Анджахта, мне было Пущагайна Гавзем. Куда где Хизеплелев, Архипович Каладил Пинди, Экшехер, Премшуда, Пумагуда, Локоташляты Пилин, Полхабулна, туда могу Замкайла Таврна, Адриатикаран, Пиди Хоружи Шабачи Замбуна. А вот Ибн Фадлан, книги Турух, Воланди тогда первый источник, арабский источник сам, куда Ибн Фадлан читает, Паважер Черникин Шуга Тибос, Кажалы нажат Пулзан, Адлси Болгар Патшалайке, Мусульман Денне, Кушмадишну Дюхне, Бара Вукала, Савал Булын Денди, Безень Ганафильми, Бара Эльде Беренде, Алмуш, Кала, Ебе, Киште, Чамтене, Ежендарадат Кезен, Бара Болгар Патшалайке, Парамишкот, граждан Тенверджи Куштан Забе. Тенверджи был я Оланде, Нумай Халах, Тухнун Нурма. Бара, Ибн Фадлан Жирай, Бара де Пиди Бузов Ушкан, во главе самозванцем Вырган Титлон Жирай, ушли из города, покинули город Сувар, и Адалула Кашакая Шазен. Кашакая Шазен, космос Мархия. Каран вот Интенде Картыжне Бусан, Веде Сувар, Удан де Беда Сувар, де Чакапла, Чвашлада Духат, Веде Сувар, Печек Сувар, Виту Будан Базем. Каран Шамус Сем, Суваскар, или Шубашкар Рузевлай. Чак Каламостов Шамна Дизанчакта, Чак версии неде, Тепчев Жизнем, если говорил Бренди, Мадара Полегер. Тарандаров Чанза Павар Веде Галашин, Манжупа, надо перейти. Система была воровал. Тохожер Шилимикин Шулдабулы, тогда Шубашкара, Нигиснеги не Гулара, Ячити Бурбол, Вархапулат. Тогда так, Малла МТ Халь, сама президента, Ебер Хаман Беже, Петимишле, вот, медля программа Нигисленича, она помножа Гиттумер. Федеричень. Я к вам обращаюсь, членов президиума. Сегодня действительно деловую нужную конференцию провели, за что вам спасибо. По материалам действительно сегодня толковое выступление были. Если мы называем научно-практической конференцией, надо выпустить бы. Значит, по материалам докладов, выступлений, хороший деловой сборник. Вот мы об этом говорили. Значит, сейчас все материалы надо, значит, Льву Архиповичу передавать. В журнале «Вестники» будет специальный раздел, посвященный вот этой проблеме. Спасибо, Игорь. Да. Так, уважаемые коллеги, тогда я слагаю свои полномочия. Пусть Пуза сидите, Халинде вот Камазма, президента. Хорошо. Всем большое спасибо, конечно, за участие. Главное, за долгие и успешное проведение. Я выражаю благодарность. Видео ну, ben böyle bugün yok ne? Tada kalmaz zemur. Şimdi sen birini türlüyle on. Bir şöyle la yolu böyle. Şimdi bir kadar var. Problem sen думай ben. Baba. Gidin kalaslar maçı brigat maçı içinde 500 lira fark eder. Pedereşti. 500 lira fark Şumaşkar maçı bisiklet buldular. Maçı Шубашкарда геология музейне аргат весте. Вот да, Шубашкар ой, Мухтарин узатся. Ну тогда ведь ты понимаешь, да. Хали беру на каша в решил. Пирин Чварсен. Пирин Чварсен Паула университет. Чварсен, ну маешь ли него сваплали. Я премешку, куда где? А так негей был тебе. Вот она через байранже пал, шибать, я тяпла. Я Алексей Талвир Жиража, камбель месна, вадранже убег чапку пал к туле. Тогда Ильбек Мигулая, и это близко ковинче, болгаринче. Хадиленче, Хадиленче, Магимеле,
Ашмарин балык не, Ашмарин балык еще пикетер себе газан. Мы вице-президенте, Хадерлене. Ну, анчакта баян гигун, но чебашхалгин близок, тавра блюжи гонинче, тогда читки жол туда. Эбер нас саламлаппар, тогда куда запар. Я давай себе. Игорь Левстович, я добавлю к этому. Ну, хай, и все говорят. Да, давай. Шанамай, себе награждение Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, bir Россия культуринче Павлова Нижнего Василия. Шан, Ядарна, Ну, Чемберговый Джебурга. Вырон Борионда Шакма? Прежде не ребро переставить. Ульяновского возникить Чернорайон, сразу весне. Вот понятно, чекать. Варакунда Бурденде, Туванбек, Палла Порберберне, Кунда Юцинчу. Евгений Исафович. Чуваш малы жен. Если мне тоже был, тогда малашники чамбики вперли. Так, тогда Чуваш нация академия. Значит, настоящей грамотой награждается Кондрашкин Николай Григорьевич за успешную краеведческую, исследовательскую и общественную культурную деятельность. Давайте, президент, чай. Олег Репузан служу Советскому Союзу деятельности. Чуваш национальной культуры если обещаю, пока Войбур, Малашнеди, Сиримбе Берлин. Да, ман парик смахнабур. Сейчас давай. Пока пидермен, мне Узандан и президент тоже грамотно, но Масизи Юна Кайрам Барапа. Весь Пуштарзак. За признание моего скромного труда. Да. Мана Тавансем Галаш Паян, Ирхиня Каймат Ухунда, Чак Щит Мележитня, Вато Эдем, Чембердин, мен думаю, Шубаш Карагат ходить. И в Колаб Шубаш Карда, Чуваш один, кому мне думаю, Пеле ех пора щищав дерн. Чамба Казаглемба, Паян вроде Шуралнагон, и в Колаб Тван Сембе, Хилдар Сембе, Иранлар продерн вара. Калашин, Сенегалиге духле. Кугинеге сем библиотека работала, Зарзине Ильзе Улам Абутаратор Авитахол Чуды. Авитахол ко мне, кунда Курде, пока подсека и матч, Халов Крушинде. Володя Болгарский уже знает, потому что он, вернее, глубоко изучает эти вещи. Авитахол отождествляется некоторыми учеными как Атил, вернее, одно имя, зарубежные ученые пишут Авитахол. Так что это легендарный, великий герой, предводитель болгаро-чувашского народа для нас. Поэтому вот появилось такое название. Фундакинеги Индия, обложка Инди, Катрак, который основал Волжскую Болгарию. Перень Чуваш, Булгар, Серживне. Государственный. На Брне Академию пора, те Брне библиотека. Или Хангельсивар. Потому что так надежнее. Так, значит, докладываю, как говорит мой коллега, приятель Олег Николаевич Мустаев. Кебер Пала Кадер, Убибаттер. Убибаттер Переньенди, Чуваш, Тузок Патторе из Рубеледер. Убей его, он там вещаял, старые, новые, татарские,
Унда Озен Кумаля давно Озен Калашевич, Николай Григорьевич, памятник Лазарковой, и была проблема у нас, Евгений Александрович Каланбек, если на прямые расходы соберете небольшую сумму, я готов. Памятник, вернее, он уже вылеплен, он готов, там очень рецензии хорошие пошли, комментарии, коллеги следят за этим, образ состоялся. Будем дальше работать. Так, Югасян, сейчас проваляю войны, угла,